И тут приходит там охрана, и они прямо во время молитвы его таскают, и он удивляется. Мы ведем себя так, чтобы никто не подумал, что мы ослабли. Ну, царь Аддар, единственное, что ты выделяешься, чем ты выделяешься, это твоя одежда, значит, извини меня. Кто-то пришел, Гали Хайца, всю обувь там, собрал мешок и ушел. Жена Ардах сказала, хотя, может, изогнать. Дог доходя с доудытер низдис. Фуннадя, хадя рухта дадис. Галай может хош хоч али может он беахтадец. Таган вид, галай гаски вашки бадут штуи, поэтому говори мухтель валт. Хауа закуз, мягкий ариан ватш, ولا تحنا ويدر مو خزوق تاعتر. خذوا من قمر حم بعرف سديش ناخذ سفيته. قدوا متي حوالين غوري قشدر مسخان ديكتات. Галай шейли قسحنا. Просто المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Истинный мусульманин тот, от чьих рук и чего рук и языка не страдают другие люди. Хусейн, ассаламу алейкум рахматуллах. Я бы хотел, чтобы... Мы с тобой встречаемся, во-первых, не первый раз на камеру. Мы снимали отрезок фильма «Несломленный». Кто не смотрел, пускай тоже посмотрит. Ссылку оставим. Я бы хотел, чтобы ты немножко рассказал о себе, потому что тот отрывок, который был в том фильме, показал тебя с другой стороны. В частности, говоря о русском языке, хотя казалось бы, да, где мы живем, почему бы его не знать. Но у тебя все хутбы, все проповеди проходят на ингушском языке, и тут ты ворвался на русском языке, без акцента, без всего прочего там и так далее. Расскажи немножко о себе, где родился, рос, вырос, где учился, ну и так далее. Ну, бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулиллах, ба'ду. В первую очередь просим Аллаха, чтобы наша встреча была полезной для нас, для нашей республики, для уммы. Во вторую очередь, чтобы все, что мы скажем, было, чтобы мы нашли на весах наших благих деяний. Ну, ты начал с нескромного вопроса сразу, то, что о себе это, знаешь, как будто бы человек, который там чего-то огромного добился, и он рассказывает там свою историю. Поэтому, ну, я как обычный человек, я родился в Яндере, потом первые 4 класса учился там, 2-я школа была, потом поступил в кадетский корпус у нас в Сурхахах. Там отучился, потом поехал в Питер, в военно-медицинской академии. Там я отучился 3,5 года, и на 4-м курсе решил поменять, так сказать. Всю жизнь с детства я хотел быть врачом, и родители об этом говорили, и отец там очень хотел, чтобы я стал врачом, но в итоге стал тем, кем стал. И на 4-м курсе я решил поменять немножко свою профессию и интересы, так сказать, и отправился в Египет, там отучился несколько лет, потом был в Саудовской Аравии и был в Мавритании некоторое время, ну так вот. Многие говорят о тебе, и в комментариях писали, и несколько наших общих знакомых, что ты учился на отлично. Ну, опять же, ну, можно сказать так. На медика учиться на отлично, это не так легко, я поэтому... Ну, кадетский корпус, алхамдулилlah, я закончил золотой медалью, потом военно-медицинская академия, тоже учеба мне далась, ну, это все по воле Всевышнего. Мне было легко, я не помню, чтобы я там напрягался. Не в кадетском корпусе, хотя отучиться на золотую медаль это тяжело, но не было такого, чтобы я там сильно готовился или сильно напрягался, но это было, алхамдулилlah. И в академии тоже я хорошо шел, но чтобы судить там на отлично, это уже только в конце будет известно, поэтому вот так вот. Вот этот момент, я просто сам врач, и мне интересно знать, что стало переломным моментом уйти с... Почему я ушел? Ну, это связано уже с моими религиозными убеждениями, как они поменялись. Но это долгая история, почему я пришел к тем убеждениям, на которых я сейчас нахожусь. Ну, изначально мы, ну, как все мы знаем, у нас в Ингушетии в большинстве своем ислам суфийского толка, тариката и так далее. И я, как и все остальные, состоял в этом. И в определенный момент я, можно сказать, если можно так выразиться, разочаровался в том толковании ислама, которое преподносит нам, и мне в частности. И когда я уже поступил в академию, первые несколько лет, наряду с тем, что я учился медицине, я изучал религию. И проблема была в том, что, смотря на ту интерпретацию ислама, которую нам предоставляли, мне в частности, я разочаровался в исламе как таковом. То есть я подумал, что если
ислам религия такая, которая нам преподносит. Мне кажется, что мне надо поискать что-то другое. И я изучал разные религии, разные направления. Но я не оставлял молитву, я молился. Это как было такое, знаешь, по инерции. Но убеждения мои сильно пошатнулись. То есть это проблема, с которой я столкнулся, к чему приводит неправильная интерпретация ислама, неправильное преподнесение. То, что мы до начала программы мы с тобой об этом говорили, некоторые вопросы тоже обсудим об этом. И я начал изучать разные религии, разные идеологии. И в итоге в определенный момент я случайно наткнулся в интернете на одну проповедь. Был такой, ну, он и есть, наверное, сейчас, я его давно не слышал. Халид Ясин был такой проповедник, вы слышали. Из Соединенных Штатов. Да. Я знаю, о ком. Да, у него была проповедь, «Чуждый» называлась. Я случайно наткнулся на него и просмотрел. Я помню, что в 4 часа утра я сижу весь в слезах и прослушал эту проповедь. И понял, что на самом деле я до сих пор не знал, что такое ислам, как такой. То есть я знал только, что такое суфизм. А суфизм, многое, что преподносит суфизм под соусом ислама, это, как я убежден, многое далеко от ислама. И в этот момент я понял, что я не знаю, что такое ислам на самом деле. И вернулся обратно и начал изучать. И с этого момента я на 3 месяца практически заперся в квартире, не ходил практически в академию. И вся доступная литература на русском языке, которая есть про ислам, я ее скачал, нашел и перечитал. И потом я понял, что через несколько месяцев уже я был другим человеком. И когда понял, что русскоязычная информация, то есть все книги, которые я практически нашел, я не говорю, что я все перечитал, тем более сейчас очень много. Тогда это был 2011 год, тогда литература была скудная, но то, что я нашел, и книги, и статьи я перечитал, и понял, что есть барьер, что мне надо изучать уже арабский язык, потому что русская литература на русском языке, проповеди мне уже не хватает. И я понял, что надо изучать арабский язык, и решил уехать в Египет. Ну, там уже история. Но это я коротко пересказал. Это все мои переживания, все свои вот эти я уже как бы опустил, потому что эти несколько лет, первые там несколько лет, которые были в академии, это были очень самые тяжелые годы моей жизни, потому что как бы я был потерян. Я разочаровался то, что было с детства мне как бы говорили, все, что с детства меня вбили в голову. Во всем этом разочаровался, и новое ничего не нашел, и вот находился вот в этом поиске. И в итоге пришел к тому, что, можно сказать, пришел. Потом отправился в Египет, и это уже началось мое путешествие при приобретении знаний, в котором я сейчас нахожусь. Из тех религий, которые ты изучал в этот переломный момент, какие были? Ну, естественно, общеизвестные религии, там и христианство, и иудаизм, и буддизм, и другие. И были религии, которые, можно сказать, такие культы, которые малоизвестны. То есть, начиная там с японских разных культур. Да, Индии и так далее. То есть я пытался найти что-то. Каждый человек, разумный человек, который осознает себя в этом мире, осознает, что он является единицей этого мира, он ищет смысл этой жизни. То есть, если у него есть разум, он должен искать этот смысл. Естественно, я искал этот смысл и думал, что та интерпретация, которую представляет ислам, она является неверной. Почему? Потому что я не знал, что такое ислам. То есть я видел искаженную форму ислама. Это проблема многих сейчас, почему многие люди оставляют ислам, почему многие люди разочаровываются в нем. Потому что они думают, что они знают ислам. И о чем мы говорили, кстати? То, что я... Да, переломным моментом. Ты сказал, оставляют ислам. Ты имеешь в виду, хуже соблюдают или вовсе оставляют? Вовсе оставляют, есть много. У нас в Ингушетии такого открытого отречения от ислама мы не наблюдаем, потому что это не будет приветствоваться, это будет... Но я знаю, что много скрытых атеистов у нас много есть, они сидят там в закрытых группах. В других странах человеку легче высказаться, легче выявить свои убеждения. И много, там, особенно в арабских странах, сейчас очень сильное движение вот этого отречения от религии, атеизм. Молодежь там очень много. Я знаю, мне сказали о том, что ты являешься хафизом Корана. Это правда? Ну, хафиз Корана — это очень сильное, это большое название, большое имя.
Хафиз что значит? Хафиз — это хамиль, говорят по-другому, хамиль на Коран. Человек, который весь Коран держит в себе. То есть он может любой аят, любую суру прочитать, когда... Поэтому я пытаюсь, я повторяю, я закрепляю. То есть это хифз аль-Куран, то есть заучивание Корана, это, как сказали некоторые ученые, это как бы на всю жизнь. Это дело всей жизни. То есть не бывает такого, что ты в определенный момент думаешь, вот я точно знаю, что закрепил. То есть это... Поэтому я сдал Коран нескольким шейхам, рассказал его наизусть. Но сейчас повторяю, пытаюсь закреплять. Ну, так вот. Сколько времени тебе понадобилось, чтобы заучить Коран? Ну, это опять же, у нас проблема у ингушей, то, что они пытаются аж в сроки все определить, чтобы кто там круче, кто быстрее. Вот это у нас нужно все быстро, все. Первый хатм, как хатм, это значит первый раз я закончил Коран, сдал год и месяц. Но тогда он у меня был очень слабый, то есть не было такого. Потом мне пришлось повторять, закреплять. В среднем заучивают Коран за 2,5 года. 3 года прям. Как раз таки о крутости и был этот вопрос, если честно, потому что я начал с того, что так, и решил... Нет, на самом деле, я просто слышал много о тебе, где... Но многое... У нас, опять же, проблема в том, что я, когда слышу о себе некоторые слухи, я сам удивляюсь, как люди до этого дошли. Поэтому многое, я думаю, что из того, что слышал, не очень достоверная информация. Так что... На сегодняшний день часто можно встретить на дорогах, на оживленных перекрестках людей, которые осуществляют сбор денежных средств. Вот как к этому относиться? Пока цыган будет. Ты говоришь про сборы, как... Сборы денежных средств, стоят в масках люди и собирают. Чуть-чуть подкорректирую. Это люди местные, это люди, которые собирают деньги, как, опять же, в интернете говорят, для людей, которые задолжали другим людям. Это, я слышал цифру 16 миллионов, 12 миллионов, то есть огромные суммы денег. То есть кто-то кому-то задолжал. Я даже слышал о том, что это карточные игры там и прочее. Но неважно, что это, из-за чего это, как это. Просто человек задолжал кому-то, и он попросил своих родственников или еще кого-то встать на вот эти оживленные перекрестки и собрать деньги для того, чтобы этот долг покрыть. Что можно о таких людях сказать? Ну, вопрос в чем заключается? Вопрос заключается в следующем. Нормально ли это явление, что сегодня мы можем такую картину наблюдать в наших городах, вообще в регионе? Ну, тут как бы с двух сторон можно подойти к этому вопросу. Со стороны наших адатов, то есть как это воспринимается у нас. Второе, со стороны религии. То, что касается религии, человек в общем, в основе просить кого-то считается неправильным, и пророк саллаллаху сказал: «Инналь мас'алата ла таджузу илля ли салас». То есть просить деньги или же милостыню дозволяется только 3 человекам. И он сказал: «Лиди факрин мутка», человек, который слишком бедный, то что мутка, это значит, он как бы, у него кроме земли ничего нет. То есть он буквально живет на земле, спит на земле, кушает на земле, то есть у него ничего нет. Это, можно сказать, крайняя бедность. Вторая: лиди гурмин муфли, тот, который задолжал и очень много долгов, и он не может их выплатить. И третье: лиди дамин муджа, и тот, кто убил кого-то. То есть есть такое понятие, как человек кого-то убил, выплачивается, он должен выплатить. Возмещение. Да. Это очень много, там 100 верблюдов обычно ставится. Это 100 верблюдов, очень большие деньги, человек сам не сможет в большинстве случаев. И ему должны помогать его родные. И основа в этом заключается. То есть человек просить, когда было даже время, то пророк, саллаллаху, когда принимал присягу, он ставил условие, чтобы я обязуюсь никого ни о чем не просить. Были такие времена. То есть были сподвижники, которые давали присягу, ничего не просить. У них было даже, когда они сидели там на верблюде, у кого-то упала плеть, он не говорил: дай мне, подай мне. Он сам слезал и брал ее. То есть даже это не просил у человека. Основа это, чтобы попытаться не просить. Но ситуации разные бывают. У меня часто ко мне приходят, там, в неделю 2-3 раза люди приходят, которые там в аварии попал, не может заплатить долг и так далее. То есть в этом случае, если он в крайнем положении находится, если он просит, мы не можем его осуждать. Независимо от того, из-за чего он стал должником. Это другое. Если долг, человек попал, как мы говорим, там, карточный долг и так далее, тут смотрим, покаялся он или нет. Если человек не покаялся, если он влез в долг и не покаялся, тогда ему помогать нельзя.
потому что ты как бы помогаешь ему в запретном. Если же он покаялся, и ты видишь, что он на самом деле покаялся, и что он показывает на своем поведении, что он покаялся, тогда можно помогать. Я хотел в конце об этом поговорить, но раз ты сказал о покаянии, это сейчас будет уместно. Есть такая категория людей, которые говорят, что неважно, на что потратят просящий милостыню, моя задача дать, и мои намерения дать садака, сах. Ну, тут, знаешь, есть... Должен ли я знать причину того, для чего собираются эти деньги? Ну, одно дело знать причину, а другое знать, куда он потратит, разные вещи. Да, правильно ты говоришь, да, по правилу ты правильно. Куда потратит? То, что мы говорили до этого, это причина, почему он влез в долги. Да. Если дозволенная причина, тогда ты можешь дать. Если запретная, тогда ты смотришь, он покаялся или нет. Другой вопрос, куда он потратит. Тут есть общее правило, как Аллах сказал в Коране, сурат Майда: «Вала та'авану аля аль-бирри ват-така, вала та'авану аля аль-ithmi валь-удван». То есть помогайте друг другу в благом и в богобоязненности. То есть в хорошем деле помогайте, а в плохом не помогайте. То есть это общее правило. Если ты человек, ты видишь, в любом случае, будь это милостиня, будь это даже торговля. То есть ты с кем-то торгуешься, там человек, ты знаешь, там у тебя там в селе или где-то в городе человек производит вино из винограда. Ты продаешь виноград. Он приходит, говорит, мне нужно виноград, там, тонн винограда. Ты знаешь примерно, что он будет делать из этого. Тебе не дозволяется продавать ему, хотя это дозволенная сделка в основе. Но ты, если знаешь, или же склоняешься больше к тому, что он то, что куплено у тебя, потом пойдет и будет запретным использовать, тогда тебе не дозволяется. То же самое с милостыней. Если ты ему даешь, и ты знаешь примерно, что, куда он потратит запретным, тогда нельзя. А на примере лучше как? Отдать денежные средства в определенный фонд или самому что-то купить и раздать? Вот что в основе, конечно, лучше всего человек то, что сам делает. Как, например, удхия, да, когда мы режем там барашку. Пророк ﷺ говорил, что лучше своей рукой сделать. Почему? Потому что ты уже чувствуешь, ты погружаешься в этот процесс и чувствуешь сладость этого. То же самое, милостыня лучше, если ты сможешь. Не каждый человек может там собрать продукты, купить, раздать, и он не знает, кому дать, и ему тяжело времени и так далее. Если у тебя есть время, если ты знаешь, кому дать, лучше, конечно. И лучше дать людям, которых ты знаешь, либо родственники, либо соседи и так далее. Но если у тебя нет такого, если у тебя нет времени, тогда ты отдаешь доверенным, Был случай один раз, вот именно с этими соображениями. Я в фонде Тешем взял список по городу Карабулак, Тигуахсу. Купил мясо, там определенные продукты, сахар, муку. И по списку, по адресам стал разъезжать. И перед тем, как доехать до этого адреса, я всегда звонил им и говорил: «Цагдищу, там вы дома?» Я приехал бы, саган дал. И звоню одной, поднимает трубку женщина. И я спрашиваю: так и так, вы дома, хотел бы принести сахар. А что это? Она спросила меня. И я начинаю перечислять. Это мясо, мука и сахар. И на что она мне сказала: ты можешь заехать, оставить мясо, остальное можешь забрать. Ну, видишь, это... Может, до тебя кто-то принес просто. Правильно? Поэтому это проблема. Я разговаривал с многими братьями, которые работают в этих фондах. То, что многие люди, они уже как бы подсели, живут этим. Они обращаются в разные фонды. И, знаешь, это называть, как бы, если такое слово, дармоедство назвать, не знаю, как это прозвучит, но... Это очень плохо. Поэтому в исламе даже закат, когда мы даем, есть 8 категорий закатов, которые мы выплачиваем, да? Иннама садакату лиль фукара валь масакин валь амилин алейх. То есть закат, Аллах говорит в Коране, сура Тауба, закат полагается лиль фукара валь масакин, то есть беднякам. Валь амилин алейха, тот, кто работает, собирает. То есть когда раньше во время халифата были люди, которые собирали закат, там ездили разные города, потому что халифат был огромный. Потом привозили, потом раздавали, то есть это работа. Они могут получать долю с этого. Потом лиль-амилина алейха валь-муаллафати кулюбухум, то есть недавно принявшие ислам, которые как бы слабы в вере, им тоже дают, чтобы они укрепились, чтобы они почувствовали братство, то, что им помогает. Потом есть валь-муаллафати кулюбухум ва фир-рикаби, раб, который освобождается, то есть есть такое понятие, когда раб выкупает сам себя, мукатаба называется. То есть он говорит, заключает договор с хозяином, говорит: я тебе буду выплачивать там такую-то сумму, и ему можно дать закат, чтобы он выкупил сам себя.
валь-муаллифи варраху фи рикаби валь-гаримина, долг, человек, который в долг попал. Вафи сабилилляхи вабни сабиль. Вафи сабилилляхи, то есть человек, который сражается на пути Аллаха, который распространяет религии. И последняя категория – это путник, который там приехал к нам, и он, там, условно, там кто-то приехал из другого государства, мусульмане, и он остался без денег и не может уехать, мы можем ему дать закат. То есть к чему я клоню? Закат, когда мы даем беднякам, приветствуется, чтобы дать ему такую сумму заката, чтобы он в следующем году не нуждался в этом. То есть у нас как бывает? Человек берут, там раньше в арабских странах, в Сирии там была практика, что они собирали закат и ставили на учет там семьи, и им выплачивали как зарплату каждый месяц. Это не приветствуется. Почему? Потому что ты человека подсаживаешь на это дармоедство. То есть каждый месяц ты ему платишь, он ничего не делает. А лучше как сделать? Сказать этому человеку, пришел человек, бедняк, говорит, мне нужен закат. Ты ему говоришь, чем ты можешь заниматься? Что ты можешь делать? Если он сапожник, говори, я тебе там сделаю, будку тебе поставлю. Если ты там другим чем-то занимаешься, мы тебе обеспечим там станок и так далее, чтобы ты уже дальше в следующем году не нуждался в закате. Ему уплачивается это. То есть это почему? Потому что человек, чтобы не приучать людей к безделью. Поэтому это к чему? Мы говорили про фонды, да? То есть фонды, они сами, с одной стороны, да, они делают большую работу. С другой стороны, надо сторониться вот этого, чтобы не приучать людей к безделью, не приучать людей к дармоедству и так далее. Дополнение к тому, что сказал Магомед. Раз мы уже об этом заговорили, то нельзя это тоже не упомянуть. По поводу дармоедства. Это самое идеальное слово под эту категорию людей, на самом деле. Как бы грубо не звучало. Да, почему грубо? Как есть. Можно ли давать милостыню? Ну, я уже знаю ответ из того, что ты сказал, но тем не менее я хочу, чтобы это как-то резюмировало для смотрящего. Давать милостыню тем, кто сделал из этого работу. Сейчас, ты чуть 5 минут назад об этом обмолвился этим словом, цыгане. У нас нету ни одной мечети. Я не знаю, я там, в зависимости от того, где я нахожусь, тот или иной пятничную молитву, в разных мечетях бываю, горная местность, равнина там и так далее. Я не встречал ни одной мечеть, где нету цыган. Из раза в раз одни и те же лица, они могут чередовать мечети, но в целом это одни и те же лица. Из года в год, из раза в раз. Говоря о них конкретно. Ну, тут сначала надо разобраться. Вот многие не понимают, кого они видят перед собой. Ты в этом вопросе больше разбираешься. Коротко объясни, как это происходит, как этот бизнес, в чем заключается. То есть люди приводят там определенных людей там, и ставят их. Ну, это как бизнес они сделали, да, как я понял. Я предполагаю, что это они именно берут, так. как я слышал, что они, там, человек, который стоит, этот цыган, ты ему платишь, на самом деле это деньги не ему остаются. То есть есть люди, которые их привезли и так далее, то есть они платят. Я не знаю, это есть или нет. В Воронежской области, в Москве, Московской области я видел много разных То есть тут надо смотреть, если ты знаешь, или же склоняешься к тому, что этот человек сделал из этого бизнес, что он на самом деле не такой нуждаешься, или же это его как бы образ жизни, тогда, если ты, зная это, ему отдашь, то ты можешь попасть в грех, то ты можешь попасть в, как бы ты помогаешь человеку, как мы говорили в этом аяте, не помогайте друг другу в плохом. Поэтому надо смотреть. Многие думают, что я отдал, как ты говоришь, я дал, что я могу, я не знаю, что он. Если он не знает на самом деле, тогда ему это не будет спрошено. Многие не знают, многие думают, он стоит, он одет там. У меня в мечети это бывает очень часто. Приходит, вроде смотришь на него, но так, у него стойка такая, то есть стоит в такой форме и одежда и так далее, ты понимаешь, ты думаешь, что он нуждающийся. Поэтому в основе, да, человек, если намерился, и он особо не хочет разбираться в этом. То есть ты, например, такой человек, который хочет там досконально разобраться в чем-то. И многие люди, они не хотят, у них времени нет в этом разбираться. То есть он видит, я ему дам, на мое намерение хорошее. Если так он это сделает, иншаллах, ему будет награда по намерению. Почему? Потому что отследить каждый рубль, который ты даешь, ты не сможешь. Так. Но если ему кто-то сказал, или же если он склоняется к тому, что этому человеку не стоит давать, или что этот человек не нуждается, тогда, конечно. Если я вижу человека, я без преувеличения говорю, 5 лет подряд человека вижу, держит картонку «Астма»,
и там фотографию. Эта фотография должна уже выцвела и под солнцем, и просто из-за того, что постоянно есть шум. Ну, вот, видишь? Вот 5 лет. Вот мы говорили о том, что закят заключается в том, чтобы дать сегодня, чтобы в следующем году он не нуждался. Человек стоит 5 лет с плакатом. Вот я могу сказать своим зрителям, таким людям не давать. Конечно, надо людей... Проблема в чем заключается? Когда ты даешь... Это человек, который хочет дать милостыню. У него же ограниченный ресурс, он не может там всем дать. Если он дает тому, кто не нуждается, от этого страдает тот, кто на самом деле нуждается, и он бы мог эти деньги отдать тому, кто нуждается, понимаешь? То есть это уже как бы тут две проблемы. Во-первых, ты помогаешь этому, который на самом деле не нуждается. Во-вторых, ты как бы не даешь, или же, как это сказать, как это выразиться правильно, то есть эти деньги не получает тот, кто на самом деле. То есть две проблемы. Поэтому нужно об этом говорить, нужно... Я об этом тоже говорил братьям многим, что с этим надо что-то делать. Просто большинство, они думают, ну ладно, пришли один день, отдали и так далее, эти деньги. Но это проблема большая. И лучше, поэтому что надо делать? Почему простому человеку, чтобы это не попасть, лучше всего дать садака, милостыню людям, которых ты знаешь на самом деле. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел человек и сказал, у меня есть... Когда был неспослан аят «Лан таналу л-бирра хатта тунфику мимма тухиббун». Аллах говорит в Коране, вы не достигнете блага, то есть некоторые ученые сказали, что имеется в виду рай, то есть вы не войдете в рай, пока не будете расходовать из того, что вам любимо. То есть если ты не будешь отдавать то, что тебе нравится, то есть обычно милостыню мы что даем? То, что мы не нуждаемся в этом, или же излишек. А Аллах говорит, если вы не будете расходовать то, что вы любите на самом деле. И когда этот аят был неспослан, один человек пришел, пророк говорит, саллаллаху алейхи ва саллям, у меня из моего имущества самое, что мне любимо, вот этот сад. У него был огромный сад, там пальмы и так далее. И пророк что ему сказал? Он сказал, раздели его между своими двоюродными братьями. То есть он не сказал там отдать кому-то другому. То есть это основа, чтобы не попасть в это все. Либо дай там мечети, ты знаешь, там ящик стоит, именно мечеть, ты знаешь точно, что эта мечеть пойдет. Либо же людям, которых ты знаешь. Это лучше всего. Сейчас, резюмируя, я могу сказать, вернее, то, что я сейчас скажу, это в конце скажу, правильно или нет. Я прошу прихожан мечети, всех любых мечетей, не давать милостыню попрошайкам, которые там из пятницы в пятницу находятся, а бросать в ящик для пожертвования мечети. Это правильная просьба? Да. Но есть другой вопрос. У меня иногда бывает как. Человек приходит, это уже как бы не цыган, но либо ингуш, либо там бывает дагестанцы приезжают, там другие. Он предоставляет свою информацию, говорит, вот я такой-то. И мы проверяем. У меня есть один брат, который там этим занимается. То есть по Яндере фонд у нас есть. Я ему говорю, вот этот человек, пробей его, посмотри, что как. Если он на самом деле нуждающийся, я уже говорю с мимбара, говорю, вот так, это ведь человек с ящиком. Помогайте ему. То есть тут понятно все. Если вот так, да. Он же не из пятницы в пятницу стоит, он один раз он приходит один раз, да. Или, 2 раза пришел. То, что ты говоришь, это самый верный выход. Хусейн, раз мы заговорили о мечетях, вопрос следующий. Что мне лучше сделать? Вот пофантазируем. Я есть человек, который должен поехать в мечеть на машине, оставить машину поперек дороги, мешая всем, зайти в мечеть, помолиться, выйти и уехать. Но при этом я создал много неудобств. Это сделать лучше таким образом, или же мне остаться дома и не идти на пятничную молитву, если по-другому я не умею? Ну, смотри, если пятничная молитва, Пятничная молитва. В мечеть ходят там либо на пятничную, либо на другие там молитвы для... Я про если пятничную пятничная молитва, говорю. она обязательна. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если 3 раза человек оставит пятничную молитву, то его сердце будет запечатано. То есть это очень опасно. То есть это как другие молитвы обязательны. То есть рузб — это вместо зухра у нас. Поэтому в этом плане, даже если там что угодно ты сделаешь, пропускать его нельзя. Другой вопрос. Это не значит, что ты сделай все, что хочешь, главное помолись. То есть ты, как бы, обязательность с тебя снимется, то, что ты выполнил молитву. Но из-за того, что ты из-за своих действий там помешал кому-то, или же там что-то, я не знаю, за это ты будешь получен наказание. Но имеется в виду грех. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда вы приходите на молитву, не переступайте через людей. То есть в ряд сидит людей, ты не можешь переступать через них. То есть ты должен сказать, там немножко места мне оставьте, я пройду. Либо же, если 2 человека вместе пришли, они сидят, ты не можешь сесть среди них, разделить их. Так что вот так даже. Казалось бы, это не особо большое преступление, то есть 2 человека сидят, или переступить через кого-то тоже. То
есть, а машину неправильно поставить, это еще больше. Поэтому это мы боремся с этим. Мы очень практически на каждый день, в каждый пятничный день мы напоминаем об этом, чтобы машины ставили. Но чем больше напоминаний, мне кажется, есть сдвиги в положительную сторону. Но всегда находятся, практически каждую неделю находятся вот эти люди. Эта проблема, знаешь, нельзя противопоставлять это. То есть либо веди себя хорошо, либо сиди дома. Это неправильно. То есть на Рузб надо приходить обязательно. На другие молитвы коллективные, тут уже разногласия. Некоторые ученые сказали, что они обязательны, некоторые сказали, что желательны. Тут уже мы можем сказать, лучше дома помолись, не мешай людям. Но опять же, там вопрос разногласия. То же самое касательно обуви, которую снял, вот как есть оставил. Это все в одну кучу. Да, это все в одну кучу. Вот я хожу в мечеть недалеко от моего дома, не более 200 метров, Муцольгов Эфенди, имам. Так. Он об этом говорит периодически, я это слышу. Но как только люди выходят за порог мечети, но оно повторяется. Ну, знаешь, эта проблема не у нас, не наша национальная. Это везде практически, где есть. Там в Маджид аль-Харам, если ты был там на Умре, ты там увидишь, там ты увидишь, что ты поймешь, что у нас очень хорошо на самом деле. Там люди, которые... Ты вокруг Каабы обход делаешь, после тавафа, то есть 7 кругов ты делаешь вокруг Каабы, это называется таваф. После тавафа ты должен помолиться сунна, там 2 раката молитвы. Ты должен отойти, то есть люди вокруг ходят, там очень сильная давка, он не может остановиться. Если ты передо мной встал, сзади, который меня тут, он будет меня давить. Они что делают? Они закончили, сразу же на это место... Они не думают, что люди уходят. Он ходил тут 2 часа по этому кругу, он знает, что здесь люди ходят, ни на что не обращает внимания, сам сразу встал, и там начинается давка. И тут приходит там охрана, и они прямо во время молитвы его таскают, и он удивляется, почему его там прервали его молитву. На самом деле, вот такие вещи даже бывают. Так что у нас в этом плане люди многие, большинство, я бы сказал, адекватные. Некоторые есть. Конечно, все познается в сравнении, но умра или хадж, где собираются миллионы людей, и мечеть, куда идут до 1000 людей, это же все-таки разные категории. Но то, что действие, которое человек делает, нелепость этого действия же от этого не меняется, то, что не меняется. Давка большая, наоборот, больше. Я к тому, что там, где собирается несколько сотен человек, да, легче. В Египте у нас благо, я надеюсь, что то, что я сейчас скажу, не послужит кому-то там напутствием. У нас не крадут обувь в мечети, по крайней мере. Я надеюсь, этого не было случая, не будет. В Египте у меня было 3 раза у меня крали обувь. Ты зашел, поставил обувь, ты уходишь. То есть даже такие проблемы есть. Я не хочу там говорить плохо о Египте, но, понимаешь, Египет очень, очень хорошая страна, я люблю очень, и там провел много времени, но такая проблема даже с мечетью, понимаешь? То есть, казалось бы, один раз был такой случай, мы зашли, там маленькая мечеть рядом, человек 20. И кто-то пришел, Гали Хайца, с мешком, всю обувь там, собрал мешок и ушел. Мы закончили, ни одного человека. Такой случай даже был, так что... Это на самом деле такой болезненный момент. Во всяком случае для меня. То, что машины бросают деньги. Видишь, ты человек, который любит там порядок везде. Я тоже в этом плане. Поэтому это, да, есть проблемы, надо с этим бороться, надо наставлять. Но видишь, на таравих каждую ночь мы пытались, там несколько... Там, когда жестко говорим, несколько дней нормально. Потом, опять же, приходит человек, который не слышал об этом. И вот так вот. Поэтому, я не знаю... Приходится постоянно работать. Да. Транслировать, наверное, как мы сейчас делаем в интернете, наверное, надо тогда больше об этом, правильно? Транслировать, говорить везде, но, опять же, говорить в правильном ключе. Не говорить, что лучше сидите дома, там, не приходить. Это неправильно, потому что пятничная молитва, что бы там ни было, сподвижники, саллаллаху алейхи ва саллям, молились прямо на земле, без ковров даже. Поэтому у нас там в этом плане... Хотя есть некоторый беспорядок, но удобство хорошее. Вот если говорить про общественный порядок, вот громко включить Коран в машине, этим мешая людям, которые находятся рядом. Тоже не могу немножко пояснить, почему может мешать, казалось бы, Коран. Я лично люблю слушать Коран. Многие любят слушать, наверное, все. Но бывает. У автомобиля плохая акустика элементарно. Кому-то не нравится диктор. Голос, да? Слишком громко играет, там по ушам давит. Вот. Тут, знаешь, что я могу сказать? Банальный ответ, который вы все знаете, даже если задаете вопрос. То, что человек мешать другому, что бы там, даже Кораном, мешать человеку, это неправильно с точки зрения. То есть, если ты... На самом деле, это может быть обратный эффект. То есть, ты слушаешь Коран, на самом деле, ты своим действием, своим поведением
отталкиваешь кого-то от этого, он подумает, что уж... То есть, знаешь, человек, который, ну, я боюсь даже произнести это слово, то есть почувствует отвращение к этому. То есть ты послужил, потом ты говоришь, Коран действительно. Ну, ты послужил этому, примерно. Я-то хочу, да. То есть, если у нас проблема, я там живу рядом с аллеей, то есть в Магасе. Все время вот это место, я неудачно там выбрал квартиру. Музыка. Приходится, я несколько раз я там сам разбирался. Я говорю, ты для кого ты слушаешь эту музыку? Для себя или для всех нас? Если для себя, если ты не можешь без этого, слушай в машине. Он включил, я на 4-м этаже, я не могу сидеть в квартире, настолько громко. И обратная сторона, тот, кто читает Коран. То есть человек, да, слушает Коран, альхамдулилlah, это хорошо. Это у нас сейчас с каждым днем вот эта культура все сильнее распространяется. И много братьев, которые и заучивают Коран, и хафизы потихоньку появляются. И наши чтецы есть, которые записывают. Это очень хорошо, но, знаешь, нужно соблюдать основу в чем? В религии Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень хорошее, емкое правило. Пророк сказал, «Аль-муслиму ман салима аль-муслимуна мин лисанихи ва яди». Истинный мусульманин тот, от чьих рук и чего рук и языка не страдают другие люди. То есть, если от твоих рук и от твоего языка не страдают другие люди, то ты являешься истинным мусульманином. Это все время надо держать в голове, то есть, чтобы не доставить неудобства другому. Сам слушай, это очень хорошо. Так. Я почему этот вопрос задал? Я Микаэл Магомед знает, наверное. Я люблю сам мыть машину на мойках самообслуживания. И там несколько разных боксов. То есть ты здесь чем-то занимаешься, заезжает машина, и там либо музыка играет, либо... Вот один случай был, Коран играл очень громко. Ну, прям очень громко. То есть, когда моешь машину, у тебя окна закрыты, то есть, вроде как бы изоляция, да? Ну, какая-то акустика у него, наверное, стояла. Ну, жена ардах будет. Машина, моторчик. И я подошел очень аккуратно, поздоровался. Ну, на мой взгляд, это было очень аккуратно. Видишь? Вот такой подход был. И этот вопрос, который я тебе сейчас задал, он сформулирован еще полгода назад, еще с тех пор, когда... В этом плане, как я тебя перебью, то, что есть один из ученых, имам Аль-Газали его зовут, то есть шафийский ученый, у него есть хорошие слова насчет этого, то, что если человек хочет донести истину, иногда бывает то, что человек хочет донести истину, и то, что он говорит, на самом деле является истиной, но из-за того, что он неправильно доносит, не в такой форме, не в такое время, не в таком подходящей обстановке, из-за этого человек не принимает. И бывает наоборот, человек, который хочет донести ложь, хочет донести заблуждение, но он делает это с таким правильным подходом, и от него принимается, понимаешь? То есть у нас как думают, то, что я говорю, это истина, ты должен принимать, как бы я этого ни говорил. Но люди не так действуют. Люди смотрят, как ты подаешь, как ты преподносишь. Поэтому нужно об этом думать. То есть он думает, я же Коран включил, какая разница, как и где и что. Поэтому... Хусян, говоря о том, как правильно преподносить информацию и так далее, у меня вопрос касательно моей статьи, которую я писал у себя в Телеграм-канале. Это про недавние пожары в Лос-Анджелесе. Были пожары, и у многих в одной из социальных сетей можно было увидеть публикации с названиями «Аллах скор в расчете». То есть это, можно сказать, не то, чтобы даже... Это то ли радость была, то ли... Ну, какая-то радость все-таки, наверное, у людей была. Может быть, это завуалировано или еще что-то. Я в этой статье писал о том, что таким образом, ну, сокращая, ты читал эту статью, сокращая, я говорил о том, что нельзя так говорить, потому что мы можем подать неправильный пример для, условно, не мусульман. То есть они могут неправильно понять эту религию, как будто это какая-то агрессия с нашей стороны, и сделать неправильные выводы. И второй случай, второй пример. В интернете, опять же, очень часто, там, лет 10 назад это началось, штудировали инфу о том, что первый заплыв «Титаника» был осуществлен со словами «даже сам Бог не сможет его потопить». И в наказание этого Аллах показал свою мощь и силу, и этот корабль был затоплен. Но погибли при этом несколько сотен или тысяч людей, не знаю, сколько там было. Я вообще считаю, что эта история выдумана, это на мой взгляд. Вот говоря о том, что неправильно преподнесенная информация может послужить... Вот вопрос.
Касательно этой статьи, может ее прокомментировать? Я для людей, для кто нас слушает, прикреплю, они почитают и поймут, о чем я спрашиваю. Ну, там в твоих словах там несколько тезисов. Во-первых, первое, говорить так, Аллах скоро в расчете. Является это расчетом. То есть у нас, да, мы знаем, что там в Палестине страдают люди, дети, там, женщины и так далее. И многие государства, в том числе и США, и другие, они поддерживают, прямо или косвенно, они поддерживают Израиль и так далее. То есть люди думают, так, вот они здесь убивают людей, поддерживают, значит, там у них произошел пожар или умерло много людей, значит, это как бы расчет. На самом деле, тут надо смотреть, все, что происходит, все беды, которые постигают человека, можно ли говорить, что это наказание? То есть бывает же так, что мусульманина тоже постигает какие-то беды. Это считается наказанием? В основе то, что человеку постигается, это может быть либо наказание, либо испытание. То есть два. Либо же это может быть милость для этого человека. Наказание в каком случае? Если на самом деле этот человек заслужил чего-то. Если он чего-то заслужил, наказание заслужил, тогда это будет считаться наказанием. То есть другое испытание — это когда человек сбился с какого-то пути. Или же человек, он на самом деле на правильном пути, Аллах его испытывает, чтобы возвысить его степени, чтобы испытать его веру, силу его веры и так далее. То есть это будет для него, если он вышел из этого испытания, из этой беды, он вышел более возвышенным, скажем так. Да, тогда это будет испытание. Либо же это может быть милость для человека. То есть очень часто бывает, я слышал, я читал много историй, что человек был заблудшим, человек был там в грехах, и его постигла какая-то беда, из-за этого он одумался, из-за этого он стал на правильный путь. Это, на самом деле, это же милость для него. Это одно. Второе, в данном случае, если там, например, сотни, там, тысячи людей умерли одновременно. Среди них, может быть, да, есть люди, которые заслуживали этого. Есть остальные люди, которые, может быть, не заслужили этого. В этом в этом контексте пришел хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда пророк сказал, в последние времена, ближе к судному дню, будет такое войско, которое двинется в сторону Каабы, чтобы разрушить его. То есть огромное войско, которое двинется в сторону Каабы. И земля разверзнет, Аллах развернет землю, и все это войско уйдет под землю. И Аиша спросила, среди них, ради Аллаха, среди них же есть люди, которые на самом просто присоединились. Либо же там, как было раньше, огромная армия идет, и в этой армии есть невоенные люди, там, купцы и так далее. То есть они присоединились и идут вместе. И Аиша говорит, как может быть, то есть все вместе, и первый, и последний, на самом деле среди них могут быть не невинные люди. Как их может Аллах наказать? И пророк сказал, они все будут вместе, они все вместе умрут, но в судный день они воскреснут в зависимости от своего намерения. То есть у кого было плохое намерение, естественно. То есть человек, если умер, то есть многие как думают, если человек умер или утонул, как в «Титанике», или же там сгорел, это не обязательно наказание. Просто он перешел из этого мира в другой мир. То есть мы как мыслим, люди как мыслят, они чисто смотрят через призму этого мира. То есть в этом мире его что-то постигло, значит это. Этот мир, он является чисто испытанием. Человек может сгореть. У нас был там случай, недавно у одного родственника, дом сгорел несколько лет назад. И маленький ребенок, 4 года ему был. Он сначала вытащил всю семью, потом этот ребенок в попыхах, то есть он обратно забежал, потом, когда сгорел, он не нашел его. То есть маленький, 4 года. Человек что подумает? Мы что подумаем? То есть, да, сгорел ребенок. И некоторые подумают, почему Аллах такое позволил, такое есть тоже, да? Если Аллах милостивый там, почему такое дозволяется? Это потому, что мы чисто смотрим через призму этого мира. На самом деле, этот ребенок уже в раю, может быть. Он 4 года, он ничего не сделал. Он сгорел, да, он, может быть, там, минуты 2 пострадал, когда умирал. Потом он перешел из этого мира в другой мир, но и что случилось потом? Он в раю, а мы тут сидим и говорим, как жестоко с ним поступил Аллах. На самом деле, понимаешь, то есть тут, во-первых, вопрос, даже если сгорели люди, является для них это... То есть Аллах знает каждого, какое намерение это. Может, среди них были мусульмане, среди них были и так далее. И они получат по своим намерениям. Второе, что хорошо, как мы должны действовать тогда, как мусульманин должен к этому относиться. Он видит вот это, может ли он злорадствовать. В этом плане, да, ты говоришь, ты свой тезис начал, то, что подумают неверные мусульмане, как они скажут, там, да, религия
там, агрессии и так далее. Это тоже подход неправильный, думать, что о нас, то есть рассуждать о религиозных вопросах со стороны того, что о нас подумают остальные. Если ты так будешь мыслить, ты все время будешь пытаться угодить им, поднести ислам под им угодно. Это неправильный подход изначально. Мы не думаем, что о нас подумают неверно, потому что изначально они не принимают ислам, как только не принимают, многие не верят в Бога и так далее. То есть мы смотрим, что говорит наша религия об этом. Нравится это кому-то или не нравится. Вот это правильный подход. В данном случае стоит ли злорадствовать? Общие беды, кто бы там ни был, мусульманину не стоит злорадствовать. Да, у нас есть злость, у нас многие, когда мы видим вот эти кадры в Палестине и так далее. Каждый человек, у него есть это внутри, и он должен выплеснуть эту энергию куда-то. Поэтому мы радуемся, но не все так однозначно там происходит. И в твоих словах есть доля истины. Ну, я ответил на ответил, да. Ну, все-таки вот это слово «злорадство», оно все-таки имеет же место, когда ты видишь вот такие публикации. Я просто не хочу, чтобы оно... Но то, что они говорят в этом тоже, Аллах говорит в Коране, «Аллахар аль-фасаду фил барри валь бахр бима касабат айдин нас». Фасад это что значит? Это разрушение, бедствие на суше и на море, Аллах говорит. То есть выявилось разрушение и бедствие на суше и на море из-за того, что постигли человеческую, из-за того, что сделали руки человеческие. То есть все, что нас постигает в той или иной мере, из-за того, что мы делаем. То, что в мире происходит всего этого зло, это куда-то должно вылиться. Поэтому, да. История пророка Мусы, где Всевышний наказал также фараона за определенные деяния, за неверие. Коллективная ответственность была. Но наказание в этом мире, на самом деле, это цветочки. То, что человек в этом мире, что бы его ни постигло, самое сильное, что может человек постигнуть, он может умереть. Это ни о чем не говорит. На самом деле суд будет, в судный день, там будет понятно, кто наказан, а кто на самом деле спасся и так далее. То есть... Вот, говоря об этом, я иногда удивлялся, когда это в нашем обществе, я говорю про мусульмане и ингушей, когда говорят, что как спокойно этот человек умер, он заснул и не проснулся. Вот я не понимал смысл этих слов, зная, что материальная часть того, как человек умирает, это одно, а нематериальная, к примеру, когда мы видим ангела это смерти. Мы не сможем понять. Человек даже дома умер, вот процесс выхода души из тела, это очень болезненный процесс. Поэтому вот, тут уже не зависит от умер того. мгновенно или на протяжении долгих лет он мучился от рака. То есть нас должна волновать та сторона смерти. Вот но то, что он мучился, да, если он много лет мучился, это будет ему искупление грехов, потому что пророк саллаллаху алейхи сказал, все, что постигает человека, даже если колючка его уколет, это и будет искупление грехов. Потому что из милости Аллаха тоже является, опять же, как мы смотрим и как у Аллаха все. Мы смотрим, если человек в этом мире мучился, мы думаем и жалеем его. А на самом деле из милости является то, что Аллах тебе в этом мире дал твое наказание, то есть дал тебе помучиться, чтобы ты искупил свои грехи, потому что наказание того мира намного сильнее, чем наказание этого, понимаешь? То есть тут... Поэтому и насчет злорадства. Есть история в Коране, когда жена Ибрахима, когда к нему пришли ангелы, которые шли, чтобы уничтожить народ Люта, да, ты знаешь, Содом, там это все. И когда они сказали, что мы идем к этому народу, чтобы их как бы наказать, говорят, что приходится в Коране, что она обрадовалась. Фадахикат, говорят Аллах, фадахикат, она улыбнулась. И в тафсире некоторые ученые говорят, она улыбнулась, обрадовалась, что этот народ нечестивый, он будет наказан. То есть это в какой-то мере злорадство, потому что в этом город, в котором распространяется это нечестие, то есть мы знаем, что там они делали. И когда они получат наказание, она обрадовалась. То есть в этом плане, если человек заслуживает наказания, ты знаешь, что они заслуживают, и они получили, то радоваться это является хорошим в исламе, потому что ты знаешь, что он заслужил и получил. То есть и в судный день, даже когда люди попадут в рай, они одно из как бы милостей в раю, то, что человек увидит там, как будут наказаны, как будут мучиться его там притеснители. Да. Человек в этом мире тебя притеснял. Ты попал в рай, и ты хочешь получить удовольствие. То есть человек так устроен. Знаешь, как Аллах говорит,
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. Катилюхум, говорит Аллах, то есть, когда мушрики, которые вывели пророка, саллаллаху выгнали из Мекки, он ушел, и там они его мучили 13 лет в Мекке. Потом, когда выслали его, он уехал в Медину. Потом обратно приехали туда, хотели его убить. То есть, настолько все было, и Аллах говорит: «Катилюхум ю'адзибухум Аллаху биайдикум, ва юхзихим, ва янсуркум алейхим, ва яшфи судура кауми му'минин». Он говорит: сражайтесь против них, Аллах их накажет вашими руками, и ва яшфи судура кауми му'минин. И он исцелит ваши сердца. То есть имеется в виду, он покажет вам наказание их. И когда ты видишь наказание своего притеснителя, тогда ты как бы получаешь облегчение. Понимаешь? То есть это тоже, я немножко отошел от темы. Говоря о том, что злорадствовал бы я, если бы он был наказан человек, который все это затеял, я про Палестину, я бы об этом вещал бы везде. Вот я просто говорил про другую историю. Да, мы имеем в виду, что если заслуженно, тогда радуйся. Если ты не знаешь, в данном случае там пожар, мы же не знаем, кто там пострадал. Да. Поэтому... Хасан, Аллах шейлик асанаб. مالله خطر تأوترا خطر تأوترا شيحم حل داخل شيحم هذا بقول الله جم خلي الله قش قام الناخت أشتهت حنتزشت. زمشت خواه عربش والله الإنسان ابن بيئته سجى شي حلقينش он сын своего общества, имеется в виду атмосфере. حلقين جو атмосферك حاجة سكحو. Семья хаджа, семья их должен до атмосферы хаджа сакал. То же самое улица, ама улица халкин хоздах, мама улица халкин, мама городе халкин, юрт халкин саги, городе халкин с разным ходишь. Азамо вы изначально общество и ваши не дать как бы слабинку друг другу. Арабы говорили раньше, там их стиха приходится, один из поэтов говорит: «Аля ла я'ламан ахадун алейна». ألا لا يعلمن أحد أن تضعضعنا وأن قد ونينا. То есть мы ведем себя так, чтобы никто не подумал, что мы ослабли, что мы слабые. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. И пусть никто не поступит с нами несправедливо, потому что мы в ответ поступим еще несправедливее. То есть кто-то тебе что-то сделал, мы в ответ будем еще сильнее. Почему? Потому что чтобы нас боялись. То есть это закон, как бы закон джунглей, как бы это грубо не звучало. У нас что عمدجده عاشي مولخ سجو أزدش تيبني قام غنجو تعاقا مو حني سولي نحي سراز أزدوت يسون غو أزدوت دل قشار أزكزيك صبين كنيلي أزكزيك زيادة لي يو بستراوس تقصو بستراوس تو زيلي لجوا يحلي زي أخرج زين دوش خانة да яхлар дегдено яха перерастает в нечто большее чисто та сосязание хаутс масуда амцат хах аддоз и нах фаддиаш тамди адисадерс асана херам бечханай идол является гендерс. У нас есть идол, которому мы на самом деле многие поклоняются. Марис нах фаддиаш тамди дука божнах это схавырц цитриады они очень нах фаддсо сокирон аддсо соигуян адд я ас солин يحتاج أد طبعا سي أغلى أرح أسخوري أصوب أتجنيت أرح حدود عندنا سجى خمس خو أرح سجى ساعة دو никто это не особо не видит أوزر ده إزاقيته صلاح خيتس والله أعلم надо поменять отношение к этому. Худ еще здесь, Антейба. Худ, да, любое решение, как я убежден в этом, есть в Коране. Да, лягче, да, хатта каждая, любая амхаят таждага. С практики их яқижиз, но сас божна гадиз, их яқары, тлац божна гадиз, хамхаят тажмейте шарат сас пластер. Доудали, шинтей поняк. И фу обычно. Сам кайса доудан ждага, фунна диаз хадяри хутададиз. А случай гана да хачи аяқа самдыр, ответ. وهو أزيخ أزر شرع سا حاجة قطة شق واو شرع سا مشتي أتسنكين ينتاج وهندوار يرد بنونشن بيحكيشن تعذردر غجيتا قدر ده سراوز على الدر إيش تحيا تاجد عاقة أوتوماتيكي بيني قمولوج ده دون الجي بروبلم ده يور نو إذا ريستي دي وقت حتى ده شن نحقنا بين تخني بعشان قتاج ده دوش متي نو فدي دي تيجي إسخد دوجي شنو أورعه حابيك أوسوس بوج نخبيس شرع ياخد так азводу цас до مثلا شنتيبن دو دوالي ازلو شنتيبن بول بو سكوسوس بو نخ حبي كي نخ واش تيبن بي حش مش حبي غا
И жмешь тхал без шкеги на шуаж раз хаш пейндат. Они должны убедить шейтайпана убедить тижм биш. Вож раз мечхол бакинах. А вот это дес халда. Эш момент шхан шот скот было, из-за этого избежали очень большие проблемы. Да, решение, как говорится, простое, но на поверхность низ. Ну, кто хочет хайец безмбар, чакак безмбар нахкезик. Ханс أنش حمون تأخذ خاطر دقدي خرسون حنس نخ رياس خل بيز ألريا حبين وول وسقو نخ رياس بيها جا حواي بيز ألريا المسألة دودي أنت شنزام سجايق دودي أنت ساعتين تيبن ووج ووقت تيبن دودي أنت عواش الله ترخن صار كيليا سانو ثاني نيتا مسألة يخلص نخ قلبن ثاني نيتا خيل سكيليا از تاخن ووج وسقي مثلا يخديق الأرخوس وشار بواخ نقد بيتا بواخ شار دتا دعيه قاد أنشلتها السك أوسع خنول وسك تن دو خديا از دو دتر نيس ديس از problem از آخر دی از بانش دقدي خرسوس صنعني أو شيء دو دتر قنتي رواليس أو والله حمدش قنتي روالد ديك تسويش لو مسخان ده لا قرآن شافيه وجزاء السيئة سيئة مثلها موهم حدوي تنبيقم ازم موهم يقتدر صدقها عاربش حلقة واشنت الموت القتل أنفى للقتل واشنت سكفيرا إذا دعوقش عم سكفير ما دات واشنت سكفير دي إذا دعوقدات سكفيرو ما سفيها بحين تسامح سمعت بيابوس دا قرآن شها كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وإحسان ذلك تخفيف ولكم في القصاص حياة نقطة حاجة قصاص دوش دو آية دي سك بحين يغفر دوش ميت اقرت عدالوخ ولكم في القصاص حياة تو بحين سك في يغفر قحا ازدشان يخ واخر نسان دي هذا خذ آية ديس عارف مش طوشنت القتل ألف أنفى للقتل تراز أنردز سكفير ما يخطو طوشنت أداق لكن يشنا أنت سكفير جحا بحين سك يخبير جحا نسام دير السك دين وتردشاني سفي حنياش أزعد سعبين جو تاخو برج دق دين بوتا تاخن نغبا بجدير وسكوي أزعد بحين يخوري دق قتشو ستوراز إلي جيتو سكوي ودجوري شين خد دولجي شين نكزين خد دولجي تدوها تاخن يبيش خوها قوانا إزر سك يخ سبستيفيكو شو دالو ولكم في القصاص حياة أساساً دوتش ده جيش درة مسخان ديكتات تحول سجا جيش تصدر ديكات جيش تديك متت سجا غالطين ديك كيانو خوهم بعد جوه تسيجش جيش دي نو تغن عجيش دي هتوها قوان أبيت قشن تزوم ده دليل تحقق تغن عاز حونز يخدي قنيز بالي تحقق مديكش عايز طوعد حبوا نخت عن دوني غير كاس تقول دوني غير وخي يستخل حاجة سجنا جالسين تنبور وديك ديت أزو أوسجا حمدة تديكات يعني روح وقوان أبيت قشن كاش وقول تغن مثلا حوق نسبة أز يخطو حزوم دات ты можешь отомстить но قوانا يخ سنيو دير نسبة أشين كاشوك ميز هيدا أسفيا أخي آخر проблем خالص صدق سجد دوغ خديا دا أصدق أنت ران ولي شيء صدق إذا ده تغن في دو خارج على اللي شرعتها إز زوم حدا أول وسكتين حق إز دو ترتدتر هذا يفودو حواجة قتي هذا وقت باقش ناقيان لا حمد هذا عقر ديك ده ولا عقر ديك ده نو نيس هذا مسني نيس خوش خديت ثاني دوغ خديش صدق شرعتها في إز ده شخالش ملا سجع هم نيس نجتاعه إيمن بيحكي وسجي بس ردت له وسجي ثاني يخلص بس شيء قنتي روا بوز شيء يغدي قدسو تحقق ذي دقة مالدوش دونش سو دق براكتيك دق ناها دوني خاص دقة مالدو دونش بيخ باش ما نخسر ذات تجربة مالدو دونش ليش واقعي قواق قالوا سجي قواق سنقيت دق سوتش خنيش ويشارنا برود إجر ديكا وسق تيبنيقي ديكا ورد واق ده زوج ده والتيقي خنواتش واسق شن ديكا ورد واق قوي عليه حقيقي دي جاهل زاب على جاهلية حبي مرحبا على سواء سلمى عاربش ليودي هذا وجه بيخزكم صار دش خط سك حميز أتحنين دو إتيه قوي تخور جو بيحكي وردنا يوش أزولي سدوني قيس خنيج سنتقول بقويات هسي وتغنى تانز أبيس ناتي وقت داش حبرش تيتسبول دا عزين شتاح مش تتجاش يعني أزل جوابين عجدي فادو حماجدش مو إذا أباج ريشاني مواير دن دقيق در دن نخت بيخر شرع تساس دحوقر تيس بامبر نخان إذا تحدوخن سناخ تيبن تيو حكيات إيش تدي زاد شان تيس بامبر إيش تحمل داخل شو كان صار يعني قتوبلس كونكريتنا دودي عم أبوش إحنا سك خلاص قاطول خان حمدرس شو سكندنا هفيج كم قوي خلاص قاطول إيش تدرس شيء زاد تيس لي عبرش إيش تر ريش تي شو خين لاري
Но видишь, масна чакдалц. К сожалению, джахилиш би тайпа не гир. Иш цар нис чоху, цар голос чоху. А иман дож бана голос кезгеху. Иман дож кез более мягче и так далее. Wij merklachten als zien eltje niet zo goed dat dochter zien hem dus dochter doet ze dus arbeid terwerzer والله أربيزاتيا termen die قيتها والله نيس is حق ده اللي قيتك والله الحج قصة مش بس ده حقيقة دقبرش قيت بقى هنستخن وعادتش إذا يخطو التجاه عربش تربية عربي ثلاثة كرست بوصل بخل عربي خلصي كرست بوصل تسارت أدوخر حتى يتسش تسار بولر حتى يتسش تسار كرت التخ جو حماش حتى يتسش يتسار كرت التتخ في زي ديغ تسار تسيوخ جو نسكي باستج مثلا أجواتش تسار أروالر اسحم مقداد عربج ليلدوز عربي مثلا بوصل بخيت خدخ دنسا واش قوت دش خد تاتشار اسحم اشت ليلدر اتشودالش بخيتشودالش تقشودالش سلجاندال ترلو يعني مش خاطر اسحم از nis schatter hun арабизация термин тут по-разному можно истолковать. Аягаждар чисто форма одежды, то, что ты озвучил, это все возвращается к форме одежды. Форма одежды, يقي تحق وعادة تجدس يقي إذا تحدث ده حنز برت насчет формы غرس بوت بوه. Насчет формы одежды в религии ислам не определяет конкретно там. Я буквально сегодня на хутбе это говорил. То есть нет такого, что ты должен носить вот это. То есть есть определенные там границы. Аурат акилдакр, это одно шаранца. Остальное человек волен сам одеваться как хочет. И тут лучше, чтобы человек соответствовал той форме, которая в народе, где он живет, где он местность. Да. И многие ставят знак равенства, арби, ты уже хамажи, бусубдин. Арби и бусубдин это не одно и то же. Да, Пеймар саллаллаху арби хану. Это мы знаем. Коран арби метальдесет. Но это не значит, что бусуб хугошак арби хлозам андats. Бусуб хугошак арби хлозам. Наоборот, шиада тажлиу дара шар'ан саду қопроши шар'ану белгул яхайватыш عادتك حجة مثلا ما رسيز جاي قدوش ده وقداله وعاشروهن بالمعروف شيء استشتا شاشتقي دوزش تيبار شو داهش متي как это известно, то есть дик وأدلوش تيبار خلوه حسيسك то есть я говорю عدالوه نحسيس دик خلوه как это понять عاربش تقي سيسك دик خلوري وين قي سيسك разные حماج у них сيسك дик خلوه определенно حماج خلديس ويتسيجي это другое. Да, это конкретно ерили, да, обеспечить это понятно. Да, ты должен. Остальное, как относиться к ней, что она должна делать, не делать, и то и твои обязанности. Тут уже ваашурумна биль ма'руф, шаштики шудах шметти, дик отдулш типа. Если скажешь, да, если дик отдулжвали, значит ты хорош. Или же масан кадулж до духр. Пеймар саллаллаху алейхи арби хора, он арби штипа ахмай. То есть айуш хана пеймар саллаллаху تي هم تيوش خانو ده مثلا انا سديت حديث قاعد تي كوشتو جورزو لي بيتل بيس عارف يعني بوت حل بزار بعد جاي تاع بيمرا بار حجر سو بيت بار حجر سو تو بيتل خوزا خيتر سو خوزو تاع بيتي تي كوشتي يا سق مثلا شي دي بار خدقس ده سو مود زغولي لي وقتك تي كوشتي واش مش или مثلا بيمرا صلى الله عليه وسلم يا موش لي تاعوش عن كاجيش خان يكاجيش بالكينوش وصار مقدش خنت то ведь каждый грязь как баргиш мишт худс масик масик صلى так пеймар صلى الله عليه وسلم ازشان تدع اجمع حماج موس تيو حما عادتك ده هذا الشرع واش متي пеймар صلى الله عليه وسلم فيها اللباس والشهره يا حمد ناها يقي ودي الله تدش حماج تيو عند пеймар صلى الله عليه وسلم بلت عقبوج ده عاشو تو ناها ودي الله تجو دغور المولر هذا بلبو كرسنا يقي دخ صار سدش حمدات ولي استغني ركيج تيغا كيرت لي تصور مثلا مرشتيون يكشخو تعور لرجشتيون حماج سنت تاع ودلي كاج سقي потребности за شي سيره ماسيقي واحد يوقت ادين وسؤال но для этого ты можешь ты у хамца дочь хамц выделить ходишь жить наш кауса саку единственное что ты выделяешься чем ты выделяешь это твоя одежда значит извини меня сюда пеймар саллаллаху алейхи ва саллям муляр либас الشهرة я хати то есть одежда выделяющаяся а так она идут сюда за гажеришка херм бечханай
ندخن حواش ميرك ديك منخ ديش أنا قبلي ناخ ليرخن بيجبونخ تسانتي وجع مشتيحش تسانتر خاش تسالي جو ديكش نعلي لي جو عم اللي جو طان ويتك مثلا خوش دق سديو هنس هجل مثلا هنس تهن كيجنا يقي تشان دخن بين بس تشان يقي درجة دقش هم بلمت قاشل ساعة مسؤول شغل ليك بعد قوت تقدر دعني سي بلمت قاشل ساعة موسيقى هنس هذا فيها مثلا خوخ دق سو اللي قبر ولي دات وغا حزو عادت كدواش حمدات لاتي يزرع مسألة خاص ديس ну видишь порицать не среди людей. Основе порицать порицаемое это является одним из столпов ислама. Да, Коран что كنتم خير أمة أخرجت للناس. إجرديك هذا أمة ترشوا. والله مثلا أسبيرك الدواس. والله مثلا. حين أهتد حي. نقيتك بوشتك. порицать در از سايو متي واجب تساقا خارج معديش. سايو متي جوات لنا سايو متي. وذا موس أخيتر حرام حمدات. ذات. Мы не можем говорить харам. Максимум алфот нежелательно цедуш дикятес. Поэтому и аздалр все это исходим холист. Харам хамдеш сак муж то. Харам хамде адерен. Валя. А тут алдеш фут, ажу та харцем дат шаранца. Харам хамдат. Но عادت حجة مست يوحما شرعنو بيك دي شاشنا يا ازمدي اش تخوز تبر اور ديكته. نو ويش ابرات ايفكت خلي الشات او عاتين قالي تصوج هدو فلو ضع موز عاقيت Цу это поймет милили, то есть ответ досикал, то есть ты не можешь сказать Мухаммад. Но это аль-шафат, тагнвин у нас не принято это, поэтому лучше не делать этого. Видите? И порицать так хаджа. Из аллар харсди аля нис awali, нис awali. تبوخ بوا غير سم بيتسير هنز وعادتش تصوغ ازيك دقاق ازيك حادي بيزن برسس هنز مثلا باقي نخ قوش بوا وكيجي نخ ثاني غير برجه الله تشخاطر دقس سلم دولار اردك سيردك يوسر هذا مثلا شون سين خاطر اداش داخل نيسا خود مديس السلام عليكم ورحمه الله دديك خلطه الش ديك خات شون حنالش هاي دينغار هاي دوار قواتش دات هاي عدد كا دوار قواتش دات شق از واش قوت دنت انا سون سو زيد خاتت مثلا اشتخوش نيسا خات شو اخ اخي يا دوش دوي شوف عن زمودي أردن أخي غلا يد فدجوها أخي كاكتو يدلا أخي وش إلش ديك خيرت شون أخي أنت دخل مالبوش حمدي أن خيرت شو خرجت لي هذين اسمه يقويه أي غلا موت بوتشي غلا موت بوتش إرسي موت بوتشي إرسي موت بوتش عربي موت ما خوي جتر ديكوها عربي موت بوتش تأخ مو مش قدر غير بيت سابوي هنز عادة قالتها دنت خط دندوش دحليواتش إيش عادش ليل دي ديزت ساعة واقع ورحشوالش حلقة ديزت ساعة حماش دوي تولاتها قصديش كم ذلك دق زرع شركة شوبروش دق أولاد سو دق سكتش لحظة نصل مغلاتها بيرو إزميريا صلما مش تعوش صلما سيدي كيوتري دادي كيوتري نجاسن شغلش مش هتجديد سومي تدري عياقش تبار مثلا از ايست اخو حيرم بشغان تصور واحد مثلا صوم دوش كذيك نوغدليتن صوم دليت عقد ديكيوت سيديكيوت هاي وجه صوم حمد دي سنه تويست نغاسن ديك دعياق في صوم دعياق داق حد ديكيوت شولي از وجه بمرز حي غادوج بمرز دقتي ذات صوت بعد القران شاد هنا واذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه دا صوم ساعات از حيرم بشغان تشوت حادث نصام ديال از ايت قيت اشتغا صوم يا دوق حمد تحيه من عند الله يوضع الله гершон хиха приветствую что это приветствие которому вас научил сам Аллах. Потом تحيه من عند الله مباركه طيبه مباركه بركتي شلون благословен и طيبه цени شلون то есть صوم اجر خزادو وجدهم сюда аяк что пар тоже вы выслужишь молодой чар за صوم сиди шибек пойдет то есть а صوم дадан цена сидези шибек да ну скет жуат скетыш цена ждага صوم там да не сунут дос цена сидези صوم лайт сюда скет живет если ты знаешь примерно хмуа сака صوم مش خانه цена сидези تشينجز اندران اور ديك ده اندران خارن ده ديك خلدي عفيات بس ودع مديس ده ديك خلدي عفيات تو حديد بركتي خير صوم بسوتي ازد السلام عليكم يا داق صوم وشلط ورحمه الله داق قيتنا بوب وبركه داق بركه توت ازد دعده يرد عده انه يرى بيمرس حي خاشتي بار تشتي تحور اياخر اخي ياش دش تحدوا لجدو عربي دشاش تغن بيني قيدات اجا في такой форме
алыр ибадатка. То есть хадо дежа мыштат. Хадо дежа жды в такой форме. Мы ламз говорит тачка مثلا الله أكبر مثل الحمار. الله أكبر فعل. الله ما استعمل واقع معمليس. Но غلا مثل إيش بتشيعك. То есть тигичи в такой форме из алыр ибадат тухм мелбужда. Хадо дежа жды غلا مثل على شولش. يالش ديك يضم أخي يهدش بزوتي سوسي تخسروني كوات. كتيش كأز عربش كاتيجات سوى اللي عند بيتك. أخي فيها سوى ما عندك. فبيروح نجاسن حبرك أزوج وزرشات كده موش تعبوش ومتغن ويتغن غلاي غاسقي وعشكي بعد دوش تبي بقيت مو говорим вот el вот что вейбуцер но вейбуцер но из того что мы начали на русском потом перешли основе дикадров это согу амал дешхан самот буцер мдис самот буц يقي خذ دش 10 دقيقة значит мот حديك تصغر دس значит я дош но az عملي ديش دس كذا بوخ ديش متكح كهارچنه از محترم طلع يدوش يا اخي يا دوش يقدوش قما اختي او قوادرتي اخو الحمد براتم ол брат اصدق брат او чел дикада или اخي تيجي если выбирать между этим лучше наверное так طلع ديك يقدر فوت كانش ديك يقدر سووش اورده غلا متعبوت غلا متبوت عارف متحبوت عطوا اول عارف نو تحدوا دشاش صلوا مدوري مثلا سقوا قرش دقاش يرحمك الله اوري يهديكم الله اوري اجمع حماس ان شاء الله توج ان شاء الله عبيرو دش خنج داغ دال عند الالشان ان شاء الله افتكوا فورمي از اور دال القران جو من اشتي انت ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله تو يستحي قران حمدي وشغلي ان شاء الله يعني سودا تحدوا دش اشت قاست مبيس على ان شاء الله قال ما يرتش قال در از انر عادتش ليودر حقتر اخر از دوق ديتا خاطر ده از ديالوق عادتش تحضر رجاء بيمر صلى الله عليه وسلم اني وجوات صبراوي انما بعثت لاتمم مكاني والاخلاق باش سويتو دال خزلقش حقواچ ديو بيمر خزلقش حقواچ دي سويت انشتاغ خزلقج دلوجدرش مولق قمن كان خزلق دلوجدل از دوتش توش دواتر قعدتو جماعه هار قمنا وي عامليز مثلا ويدر مو خزوقتاز دق نغب خزوق دلوج بقدو قماش مثلا تحوز اكوز مخر اريان واتش ولا تحنا ويدر مو خزوقتاز قدو قماش بارك سديش ناخذ سفيته قدو متي حوالين غوري تيجيش تو نسام ديال خزوق دلوج نغب دق قماش ويدواتش دو عادتش صدو عادتش ويدرج صدر مثلا دا استان بارغور تغور استيم دقيوتش وديك انت ويت دوج خاص يا اصبر يا هذا ضد شو اسفيا مولق قمن ده شرعنا في قمن تاخوتن دات مولق قمن ده خوز دوج عادت دت شرع صوداغه توج دوتر عطوي في داغه هذا بعد دكتور في عند قمن دوج دو غزو خش دين قاعد دوج بين الرسول بين اصحاب الشيخ دكتور حقت رياغه حقت ترتيب لي بارد سبو جارجس خارج تاقتوس حقتر سق حچان حقتاورن سنلر خاطر اس خارجتات وتين دا تاخين واش واش تني اورلا كيتا از مهم از تقولي том что не равенство Мухаммада تاخين واش اورلا как бы опять же да замсек مثلا وخسك وقت دات ايش حمدات имеется в виду تطربوا نغمنو تصور особо правого وجور или же حقتر سق شين از ديزر تحكورل شيولش حاج بياكش ناقة دوش تسير شو ساعة حان غوت تشا اسمه خبر خارج تسيين دا عاشي زي مبانيماني وشحون غو حدكش دور سنو غو بريمير حكور الباس يقول خو فجر دق حكي انه حاجه تاع اسمه عم عاده اللي ودادر وخصك حكي تمبولي تنز نوقد لي از اللي ودادر عندك ده مو ده اللي ودر ديكته خما هذا النتيجه ديكنت مون بوخا برج بولبم باش صلم لي شيء لا ليش حمش ни для кого не секрет, что с каждым годом человек начинает все больше зависим быть от гаджетов. Не признак ли это того, что люди откажутся от бумажных носителей Корана? Вот Киремби, Сухама. Ну, в любом случае, Коран основа Корана — это не то, что записано в мусхаф. Как мы говорим, мусхаф — это книжный, как бы ты как-то выразился. Это называется по-арабски мусхаф.
В основе Пеймар Замича, во время пророка, не было как такового, как сейчас мы имеем в таком виде, Коран записан не был. То есть было как, многие знали наизусть, чисто устно передавали, то есть слушали от пророка, потом ему пересказывали, он проверял, и так закрепляли. Были такие люди, которые наизусть знали. И многие записывали там отрывки, некоторые суры, некоторые. То есть в такой форме, как сейчас, Коран не был собран во время пророка. Когда пророк, не стало, во времена Абу Бакра, когда он был халифа, была битва Аль-Ямама, Маркат Аль-Ямама называется. Был такой лжепророк Мусайлим аль-Каддаб против него. И много чтецов Корана были убиты, которые знали наизусть Коран. Тогда Умар пришел к Абу Бакру, это история известная, то, что многих чтецов не стало, и надо собрать Коран. И Абу Бакр вызвал Зейд ибн Сабит, был такой чтец. Он поручил ему собрать Коран, и был он собран. Потом во времена Умара он лежал у него. Потом, когда Усман пришел, он сделал копии из этого, разослал по основным городам халифата. И то есть, к чему я это все? То есть Коран в бумажном виде, который он сейчас есть, это не основа Корана. Основа Корана, да, Аллах говорит, «Бальху аятун байинатун фи судури лладина утул илм». Это явные аяты, которые находятся в сердцах знающих людей. Основа Корана сохраняется. Аллах сказал в Коране, «Инна нахну наззальна зикра, ва инна лаху лахафидун». Мы не спаслали Коран, и мы его сохраним. Основа как он сохранит? Не то, что сохранит эту бумагу, а сохранит он в сердцах чтецов. То есть на сегодняшний день в мире, если я скажу, что миллионы людей знают наизусть Коран, это не будет ошибка. То есть настолько много людей знает. У нас в Ингушетии это редкость, да, мало. Но в арабском мире, может, миллионы, я, может, перегнул, не знаю, но сотни тысяч, десятки тысяч точно есть. Поэтому если там, да, была такая история в Багдаде раньше, в книгах истории передается, что один человек решил проверить Евангелие и Библию, и Тору, и Коран. То есть он пошел, записал, там тогда же от других писались книги, рукописи были. Он записал Тору от своей руки и там поменял стихи, там поменял и так далее, и продал его. Прошло некоторое время, никто не догадался ничего, потому что нету людей, которые знают наизусть Тору. Потом то же самое сделал с Евангелием, Библии, ничего не поменялось. Никто не... А Коран, он пошел, сделал ошибки намеренно, и он не успел даже выйти из рынка, когда закричали, что искаженный Коран. Потому что человек, который знает наизусть Коран, как только откроет, он сразу найдет, там, если что-то не то. Поэтому сейчас, если сожгут даже, там, один ученый говорил, если сожгут все рукописи, все книги, мусхафы, которые есть, мы в течение там нескольких часов соберемся и можем записать. Потому что он не сможет, невозможно. И можно его истребить Коран, можно только если убить всех людей, которые знают наизусть Коран. Потому что их десятки, сотни тысяч. Поэтому Коран будет сохранен в любом случае. Да, мусхаф, это уже, как знаешь, даже сейчас, когда есть книги электронные, многие же любят читать бумажные книги, там, да, не только Коран, другие книги. Как бы это вопрос уже. То есть развитие технологии, нужно пользоваться, да, со временем. Сейчас есть, я недавно узнал про приложение, есть такое, Тартиль называется. То есть для человека, который заучивает Коран, у него проблема, тасмия называется. Тасмия, то есть чтобы тебя кто-то слушал и проверял. То есть я выучил какую-то суру, и мне нужен тот, кто будет меня проверять, там, следить, где я ошибся, потому что бывает так, что... И найти такого человека бывает иногда тяжело, потому что часами себе сидеть и проверять тебя. Они сделали сейчас такое приложение Тартиль. Ты просто включаешь его и начинаешь читать, и он сразу выявляет, где твоя ошибка. Дополнение к этому по поводу искусственного интеллекта. Я недавно видел, несколько раз это было, даже якобы от лица Жириновского, якобы он говорил определенные вещи, которые он не говорил, но это наложено было искусственным интеллектом. Это было касаемо религии и ислама. Вот как относиться к таким вещам, когда этот текст накладывается на другого человека и его голосом озвучивается? Можно ли это или нельзя, или что? Я даже не знаю. Относиться к этому? Но относиться к этому, во-первых, можно ли это делать с точки зрения ислама? Это, во-первых, если это естественно, это обман. Да, если человек знает, если ты предупреждаешь, говоришь, что там это сделано вот так-то, это одно дело. Ты предупреждаешь, что это сделано с помощью. Другое дело, это можно использовать. Сейчас я боюсь, что я недавно там слышал новость, что там в Америке есть проблема, то, что создают фейковые видео, там компрометирующие человека, и распространяют, из-за этого там проблем. Это если до этого может дойти, то есть это можно использовать в целях там завести заблуждение. Там был Ибн Утаймин, я слышал видео, сделали его голос, Ибн Утаймин, слышали, да, знаете?
Его голосом сделали, он говорит, что не верьте этому, это сделано с помощью искусственного, то есть его же голосом. То есть тут это пугающе, с одной стороны, потому что чем больше это искусственный, то есть многие сейчас черпают знания из интернета про религию. И да, с одной стороны, в интернете много достоверных сайтов, ученых, которые там, знаешь, кто здесь сидит, и ты проверяешь и берешь пользу. Но много будет искажений, и нужно будет проверять, перепроверять информацию каждый раз. То есть паранойя, я думаю, что начнется скоро паранойя, то есть не знаю, что фейк, а что истина. Да, и сейчас есть некоторого рода видео, что даже молодые не понимают. Бог выражен, понятно, они могут от незнания поверить что-то. Ну, видишь, это... Знаешь, Хусян, у меня вопрос был касательно чего. Не то, что там лжеинформация. Допустим, тот же аят из Корана, например. Его правильный перевод, смысловой, накладывается на человека, который никакого отношения не имел ни к этим словам, ни к этой религии и так далее. Вот например? Ну, тот же Жириновский были наложены. Вот я не вспомнил. Он произносил. Якобы он произносит, было наложено искусственным интеллектом. Это можно отвести к категории издевательства над Кораном. И ты... Потому что это неверующий человек, который умер в этом, и ты как бы его языком... Это неуважение. Можно расценивать. Поэтому это опасно. Это серьезно. Особенно с Кораном, с хадисами, вот это. Другое дело, там ты сделаешь какое-то видео, все знают, кто посмотрит, что это как бы сделано искусственно и так далее. Это одно дело, но в таких вещах надо учиться. Нужно опасаться, но идти в ногу со временем. Конечно. Вот недавно новость увидел, в Татарстане появится электронный имам на основе ИИ. Что он будет делать? Я могу к нему обращаться, задавать ему вопросы, он мне будет отвечать. Такой большой экран, и там стоит имам. Внешность, человек, и вот любой вопрос, он дает ответ. Это очень опасная штука, мне кажется. Ну, видишь, это... Я пробовал, кстати, смотрел там про приложение, смотрел там, что будет там, чтобы он про какую-то тему, что он скажет. А это, расскажи какую-то статью про эту тему. И плюс-минус, да, естественно, он уже... Алгоритмы, как же он собирает информацию, то, что есть в доступе в сети, и из-за этого там компонует что-то, да, как я понял. Но все равно это не будет, то есть он не как бы обезопасен от ошибок. Просто может произойти такой момент, когда уже наберется аудитория, туда уже закидывать то, что нужно. Да. Это опасная история. И брать знания, основа в знаниях, что в исламе, то есть основа в знаниях, то есть передавать из уст в уста. То есть ты знаешь человека, откуда ты берешь. Поэтому это может быть, с другой стороны, привести к тому, что многие уже перестанут. Люди, которые, то есть, черпать информацию про религию с интернета имеет две стороны. Да? С одной стороны, да, это как многие вопросы доступны. С другой стороны, много сейчас радикальных элементов, которые там где-то что-то вычитали и на этом основе начинают там разбрасывать такфиром и так далее. Это тоже может быть плюс к тому, что люди будут возвращаться к реальным людям. То есть меньше будут черпать информацию из интернета, будет уже конкретно, ты знаешь, там, живой человек, только у него будешь спрашивать и так далее. То есть, на самом деле, вот этот вопрос у меня про то, что электронный носитель все перейдут и бумажным не станут пользоваться. Есть признак конца света, где Всевышний говорит о том, что Коран заберет он. И вот представим такой момент, что мы все перешли на электронные носители, и каким-то образом отключается это было бы, если электроэнергия. бы... Я ответил на этот вопрос предыдущему, потому что основа Корана не держится на том, что написано. Основа Корана держится на том, что... Когда я заучивал Коран, я не учил потому, что написано. Да, то, что написано, это помогает. Но основа, шейх, я читаю ему, каждую букву, каждый огосок он мне исправляет, подправляет. То есть он... Также учил его своего шейха, и также, то есть между мной и пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, 32 человека были, 31 человек. Каждый человек от начала до конца Коран несколько раз читал своему шейху, он ему исправлял, подправлял, и так передавалось. А то, что написано, это как бы это вспомогательный элемент, понимаешь? 31 человек. Да, Коран невозможно, если только хоть один человек, который знает его наизусть, остается, его невозможно истребить, невозможно. По изучению между тобой и пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, 31 человек. Да. Но это как бы считается, есть цепочки, где 30 человек, 32. Самое минимальное 30. А сейчас, да. Как я... Не, вообще это удивительно, мне кажется. Знать, что вот 31 человек, и ты то есть, учишь ровно так, как учил. Конечно, он и передавая. Каждая огласовка. То есть
Поэтому нельзя учить. Коран ты не сможешь учить по написанному. Как другую книгу прочитать, это невозможно. Коран должен именно с учителем. Понимаешь? И сейчас, когда я преподаю, тоже каждую букву подправляю, когда ставить язык и так далее. Все это очень тонкие моменты. Хусейн, вот при условии рутины обычного человека, который имеет, там, условно говоря, работу, реально выучить Коран? Коран? Я знаю одного человека, это уже реальный случай. Человек, он бизнесмен в Москве, огромный у него, бизнес огромный, то есть он практически весь день погружен в этом, но несмотря на это, он начал заучивать 3 года назад. Сейчас он больше половины уже выучил, и он идет. То есть несколько часов в день. Но главное это дисциплина. Если у тебя есть дисциплина, если ты будешь уделять Корану 3 часа в день, это будет стабильно. Я думаю, что в течение нескольких лет, 5 лет, ты сможешь. То есть средняя у тебя память. То есть заучивание Корана у нас это считается, к сожалению, что это там, когда говорят Коран, как будто это там, сверх. На самом деле это элементарно. Но не то, что элементарно, да, конечно, надо трудиться, это труд, но это не сверхчеловеческая возможность. То есть среднестатистический человек, если он 2 года своей жизни, например, уедет в Египет, 2 года своей жизни выделит, то он будет прекрасно знать наизусть Коран, и не проблема в этом. Может, небольшую историю про дисциплину. 4 или 5 лет назад, когда я еще жил в Москве, и тот человек, о котором я буду говорить, тоже жил в Москве, мой друг, мы намеревались переехать в Ингушетию. То есть и он с семьей переезжал, и я планировал. И у нас была цель, как только мы переедем, мы начнем изучать чтение Корана по таджвиду. И вот прошло там определенное время, мы практически одновременно, можно сказать, переехали. Он начал этим заниматься сразу, Саид Богатырев, твой же ученик. Да, я не учился. А я забросил это дело на очень длительное время. И вот в ноябре прошлого года, по просто чистой случайности, он мне написал: я веду набор, не хочешь ли ты? И я на сегодняшний день я читаю. Да, возможно, там с ошибками, там не так быть, не то, что не так быть, я медленно читаю, но вопрос дисциплины. Он это сделал сразу, он уже который год обучает таких, как я. И, кстати, его ученики тоже обучают на сегодняшний день, насколько я знаю. У меня такая программа, я их, все, кто ко мне приходит, я им ставлю условие, что они будут как минимум одну группу сами наберут и будут преподавать. То есть это не обязательно, то есть люди думают, что человек, который преподает таджвид, он должен быть каким-то шейхом. Таджвид это не особо, там нет ничего такого сложного. Там. Это правило произношения и сочетания этих. И когда человек преподает, он самое сильное, нам шейх, которым мы учились, говорили, что самый сильный инструмент, чтобы закрепить знания, это преподать кому-то. Это не обязательно там где-то. Были ученые, которые приходили, там Мухаммад ибн Хасан был такой ученик Абу Ханифа. Он после каждого урока приходил домой, у него была рабыня, которая ничего не понимает в шариатских знаниях. Он просто садил ее рядом и говорил ей, как будто бы она понимает. Там, вот это, вот так, рассказывал, пересказывал ей. То есть это хорошая практика. Хоть один раз, то, что ты преподал хоть один раз, это уже закрепляется у тебя практически. Поэтому я ставлю им такие условия, говорю, что обязательно. Вопрос дисциплины, я просто хотел это подчеркнуть. Да. Если есть дисциплина... К чему мы должны стремиться, то, что брат говорит, то, что хафиз, это не должно быть отдельно, как будто профессия, как будто, знаешь, это цель. Хафиз. Не должно быть целью. Нет, но не то, что цель. Это не должно быть как будто бы определенная каста, то есть только они могут быть такими, да, человек, который полностью себя посвятил религии и ничем больше не занимается, не обязательно. В Египте есть много хафизов, которые чисто, они ездили на работу утром, там поезд есть, очень такой старый поезд в Александрии, он несколько часов они на работу ездят, он просто сидит в этом поезде утром, 2 часа туда, 2 часа обратно, или час туда, час обратно. Он заучил в этом поезде и стал хафизом чисто в поезде. Но каждый день, знаешь, на протяжении 5-10 лет, тем более они знают арабский язык, им намного легче заучить. Поэтому то, к чему мы должны стремиться, и то, что я призываю многих студентов, которые уезжают в Египет и здесь, то, что хафиз, это не должно быть для нас диковинкой. Это должно быть есть хафиз, это очень достижение большое. И в судный день награда очень большая. Но это не должно быть нам диковинкой, то, что где-то там хафиз есть. Это должно быть там одной мечети десятки хафизов должно быть. Потому что в Египет ты заходишь, ты становишься на молитву, любую суру ты читаешь, если ты ошибешься, сразу тебе будут сзади кричать. Здесь у нас, если ты прочитаешь там
последние суры будут тебя исправлять. Но в середине что-то почитаешь, никто не знает даже ты, что ты там понимаешь. Это проблема. И насчет арабизации, арабский язык, тоже то, что ты говорил, мы ушли именно арабский язык, как в популяризация арабского языка. Вот эти два направления, Коран и арабский язык, если у нас получится, да, благо сейчас не открываются центры частные преподавания. Раньше этого же не было никогда, чтобы у нас преподавали. Арабский язык мог знать там дишанах баярш, все, больше обычный человек, чтобы арабский язык изучал, это не было никогда. Сейчас, алхамдулилlah, много братьев, которые изучают, и сестер, я знаю много сестер, которые чисто онлайн дома сидят и изучают арабский язык. И вот популяризация этого арабского языка, на самом деле, если бы у меня была бы моя воля, если бы получилось бы, я бы сделал бы его, знаешь, в школе даже обязательно. Мы обсуждали этот вопрос с директором гимназии, с Парагуликовым Магомедом. И я убежден, сложно будет меня переубедить в этом, что человек, который не знает арабский язык, он не может быть полноценным мусульманином. Невозможно, чтобы человек, который не знает арабского, он был полноценным мусульманином. Да, он будет после всякого иман душ, но в полной мере, все, что мы делаем, наша молитва завязана на арабском языке, Коран завязан. Если ты не знаешь перевода, да. И искать перевод не так легко. Искать, и правильно. даже перевод даже если есть, это красота и вкус, который ты, наслаждение, которое ты получаешь, когда ты слушаешь в оригинале и понимаешь, и когда ты слушаешь перевод, это разное. То есть я удивлялся, когда мы на таравих там 2 часа читаем, да, таравих, потом киям еще 2 часа, последние 10 дней. То есть 4 часа каждую ночь мы стоим, и люди, которые не понимают, они стоят, я удивляюсь, как они могут так стоять. А представь себе, ты 4 часа стоишь и читаешь этот Коран и понимаешь, практически, если не все, Коран очень глубокий, но большинство ты понимаешь. И ты как будто бы это для тебя, знаешь, проповедь. Не просто проповедь там про кого-то там, человек, который там, просто как у меня проповедь или кого-то там. Это, как бы я красноречиво не говорил, моя проповедь не сравнится с тем, что Аллах в Коране. То есть каждый аят ты читаешь и размышляешь над этим, и наставление, потом судный день, потом рай, потом ад, потом история, потом что будет, потом раньше народы, которые жили. То есть он вот так переплетен. То есть из одной темы в другую. То есть там нет так, чтобы там какая-то книга бывает, там историческая книга, чисто одну тему взял, и Коран не так сложен. Он сложен, все переплетено. Из-за этого вот эта палитра, этот вкус, то есть это невозможно передать. Поэтому арабский язык, изучение арабского языка, я даже об этом, я хотел, когда ты там прочитал, у тебя вопрос, я думал, очень много мне есть об этом поговорить, но видишь, мы сейчас про другие темы много поговорили, уже сколько, 2 часа сидим. Может быть, как-нибудь в другой раз, если получится, у меня есть вот это непреодолимое желание передать кому-то вот эту, знаешь, вот эту красоту, чтобы люди поняли, что это такое. Многие не понимают, что это такое. То есть красота, как у человека, как бы, то, что ты что-то красивое увидел, какое-то место, тебе хочется кому-то показать, ты смотри, как красиво, у нас есть это. И вот это, я не говорю, что я там постиг чего-то глубоко, я нахожусь в процессе, и это моя самая сейчас любимая, мое, значит, любимое направление, самое больше всего я чем занимаюсь, это арабский язык, изучение, углубление. И чем больше ты углубляешься, тем больше ты понимаешь каждое слово, которое приходит в Коране, именно почему это слово здесь стоит, в чем его красота. То есть это, знаешь, и как говорил Ибн Мас'уд, «Ла танкади аджаибуху» говорил. То есть аджаибуль Коран, то есть его аджаиб, как это сказать? Аджиб – это как бы удивительные вещи, то есть вот удивительные чудеса Корана, они не заканчиваются. Каждый раз, как только ты читаешь. И Ибн Аббас, когда говорил, Ибн Аббас, это человек, которому Пророк сделал дуа, чтобы он понимал Коран. Аллахумма алимху тауиль. То есть пророк за него помолился, чтобы он понимал Коран. И он говорил, когда я читаю суру Аль-Фатиха, я думаю, что я бы смог бы надиктовать смысл этого, то есть то, что кроется в нем, столько книг, которые можно погрузить на верблюда. То есть на верблюда сколько книг? Десятки книг я мог бы надиктовать на эту тему. Настолько... Аль-Фатиха. Знаете, он так читает Фатиха, ты читаешь Фатиха, ты даже перевод там еле-еле понимаешь. Какая будет твоя молитва, какая будет его молитва. Поэтому это очень интересная тема, может быть, как-нибудь... Настолько да. сильно ты передал сейчас да? вот эти ощущения, я ни разу даже об этом и не задумывался. Может, это послужит для зрителей, для нас, надеемся. Мы начнем... Если была бы то, что ты говоришь, да. Там с директором гимназии говорил об этом. У нас же есть там английский язык. Там, можно хотя бы
как бы на добровольной основе, кто хочет. В таком контексте мы это и обсуждали. У нас есть урок Дина Бохомыч, там, основы религии. Вместе с тем вести там урок арабского языка. Это будет послужило бы, во-первых, общий уровень знаний по всей республике. Когда человек знает арабский язык, приходит в мечеть, и он слушает проповедь, это другой уровень, понимаешь, как ты воспринимаешь это. И ты будешь понимать примерно, какой имам там не особо не понимает арабский язык, там, где он делает. Ты понимаешь уже арабский язык, где знаешь грамматику, и ты когда читаешь, думаешь, он ошибается, сразу понимаешь, здесь лучше не ходить сюда. Человек, который не знает арабский язык, что он может тебе преподавать? И уровень проповеди будет повыситься. Потому что когда я знаю, что передо мной сидят умные люди, которые разбираются в арабском языке и так далее, и мой уже дискурс, моя речь будет, знаешь, я буду... на уровень выше, да, и ты будешь тебя мотивировать. Я буду фильтровать свое, будет мотивировать меня дальше. Да. И это очень большая, знаешь, большая мотивация, чтобы, во-первых, как я сказал, самому человеку, каждому человеку, чтобы этого не был арабский язык, как бы монополии определенной там, людей, группы людей, там, дишанах цар, как будто бы. Это должно быть. Мы же изучаем арабский язык, даже если убрать религию. Да? В мире сколько миллионов людей говорят на арабском языке? Есть арабские страны. Я подготовился на прошлом году, в прошлом подкасте, то, что мы обсуждали, более 300 миллионов человек. 300 миллионов человек, даже если в мирском, если это будет тебе. Для меня, на самом страны арабские страны, поехать там в любую страну, мне это легко. Мне не нужен английский язык. Я могу там. То есть даже в этом это тебе поможет. То есть это большая работа, надо над этим, особенно для вас, это ответственно на вас то, что... Но для этого вы сами должны начать хоть что-то там, изучать. Пример. Да, пример подать. Но даже если там не углубляться в арабский язык, но хотя бы таджвид, как ты говоришь, что уже начал, да? Саид, кстати, я сказал это или нет, не знаю. Человек, который планировал это сделать, сразу начал. И я у него в итоге выучил это спустя 4 года. И арабский язык, насчет, поэтому... когда они закончили, даже если оставить все остальное, Коран, про Коран мы отдельно будем часами говорить, даже если все это оставить, именно богатство арабского языка, наследие, поэзии и прозы. На самом деле, такое наследие поэзии, я с детства, даже когда в кадетском корпусе, мне нравится поэзия, там, русскую поэзию, зарубежную, я много чего перечитал, там, учил стихи Пушкина и так далее, Лермонтова. Но и мне всегда нравилось вот это правило, хорошо подобранный смысл, хорошо подобранное выражение, то есть рифма или глубокие такие выражения. И когда я погрузился в арабский язык, когда я начал изучать, многие наши, большинство студентов, которые там учатся в арабских странах, исламских, они особо не изучают поэзию. Они изучают шариатские тексты, там, Коран, хадис. Но когда ты погружаешься именно в поэзию, это уже все остальное, там, Шекспир, все остальное, это детские игры. И настолько он живой, то есть Шекспир, он жил в каком веке? Там, в 16 веке. Да. 16 век, он считается там, очень древним. 17. Пушкин, который считается классиком. То есть это сколько? 250 лет назад, почти 300. И Пушкин считается настолько древним, классиком. А в арабском языке люди, которые современники Пушкина, считаются это современной поэзией. То есть это классика, это 1000 лет назад, 1200 лет. То есть ни в каком другом языке нету, чтобы на протяжении 1400 лет столько сохранившихся живых текстов, не просто там какие-то древние, какие-то там, знаешь, а поэты, которые жили в то время, у них целые сборники сохраненные. И это настолько живой язык, ты читаешь как будто бы современный. За счет чего? За счет того, что Коран. За то, что Коран изучался, язык Корана изучался и сохранялся, и арабский язык настолько сохранился. И даже в этом направлении можно. Человек, который просто интересует поэзией, просто интересует смыслы, он может много чего найти. И он поймет, что там русская поэзия или же зарубежная — это детские игры по сравнению с этим. Ну, говорят же, арабская поэзия, арабский язык очень богат. Это самый богатый язык. Да. 1 600 000 слов содержит арабский язык. Следуешь, это почитать да. много синонимов. То есть в арабском языке, чтобы ты знал, есть там, например, слово сейф. Сейф — это меч. Это меч, у него есть около 80 синонимов. То есть слово меч, то есть есть определенно, даже у меня была книга, брошюра такая, которая называется в названии верблюдов.
Целая книга, чисто в этой книге верблюды, как они называются. То есть 1 год, в первый год жизни его так и называют. Потом на самом фикха есть, сначала называется бинту махат, 1 год. Потом 2 года бинту лябу. Потом 3 года называется хикка. Потом 4 года называется джата и так далее. То есть каждый вид верблюдов, то есть целая книга чисто по верблюдам. Знаешь? То есть это... И каждый синоним имеет какой-то оттенок. То есть он, на самом деле, сейф говорят меч, потом говорят муханнад. Это тоже меч. Но он имеется в виду именно индийский меч производства. Потом говорят масан аль-кадб. Кадб — это который никогда не промахивается. То есть куда бы ты ему ударил, он проходит насквозь. То есть одно и то же слово, но разные такие оттенки. То есть отличия по признакам, там, по содержанию, скажем так. Арви мотн бисабиви, галай мот бутвей кезиге, центан латчуда хатер яху нас. Галай мот. Сот, аз буц помот кажешь. Галай мот буц сарга. Аз сахатер малада ханз хета гуан. Тахан дук дейно ноной буй, на галай мот. Амт биш садиз ла халд, амди аз вучва парагулу Мухаммад Сади Цирвахас. Зелен я яжда нахбуйох. Галай мот безстрон. Безстрон. Амби бош дабах. Хани алче эрси мот. أم ببيزج بو حنيل شوي إرسي مخك مصنع بزات الله بس الله يموت حوالي زولي زي لنيا زا نبخ شو بس كأخت هذا تحقق غليات أتشدش أول لورسون شاله الله يموت خوش خوش على موت أم بأهتديتي Галай мот, во-первых, первый вопрос. Лор бибеш халор, ам беш халор, сдук дица активисты живые из Лилдыш. Сосед царь взаимодействуешь, сам поддержки, даже сборы же, было у нас мяжики, направление, как поддержки геош. Из диза шамда ханяш идентичность, таган вейн даггер аштек шлатер из муди, таган слиться де душ. Мир, по сути, глобализации баханси, даже гнах плюс-минус уже на границе айвах шлатер. Это может отрицательно сказаться, потому что наше общество, как бы мы его ни ругали, в этом есть много плюсов в нашем обществе. Именно вы тейповый из ях астхурица и ях с одной стороны цадо крайности из модали, но с другой стороны из банси духу иш хамаш лорунах. Затаянч утага многие люди, которые яхиват забяли дина сага цаюхту шамхотис либо дин хаудис дала қир васаку дин банси цавара дин слабо душсагу нағат жаха муамдет иш хамдет. Öz задвали так уже сакхаваслу полностью. Общество. На чем держится? Всегда любое общество, любой народ держится. Самый главный язык бис, это не секрет. Сюда даже ради этого. Да, шо бусуб дин тоже бусуб армот, галаймот, дух дешажд, армет кахица. Хармот хамди это штаг, дух даш кордуат. Возбей бусуб хайцер цани, хайца. Это шо злага произношение духа молдо галаймет алиуж, армет алиуж, звук галаймет алиуж. Раск металл яхт докторш. مثلا ح عاسك مثلا خاد سمع مجد عار مثلا حاد هاد خاد ايش قوي والله مثلا دوج قدر جيم مثلا از صدق امبرغا غايمت خوش تاع عار مت ام بديك هذا بريزناشين намного цена и вейч да вей шейх жа египтицига аллах Qur'an диш хоче аллах нохч вейнах цара намного дика худ акцент хама асқыш хала хулам намного. Зери вопрос. Заявление я же вот. Масала, а бежбу ахлехом кет мش бебу галам отсухучу. Да, бать. Это тоже именно хирам бежбонах. Хирам бежбонах. Доктор вей галамот. Что сагрин цбера хирам бежбонах. цар баанцед саняш доктор мажики галамот бузара и وديشانا ويتك ديشا وديشانا بي صبر ديشانا شنتي برمي صبر ارا ديشا بو صبر ويت ويتك ديشا جان ديكخو عارف احنا صار ديش خان زين بوش خان جين جا عارف متصنع والله مثلا ما عنده حقش ترجمدش ايش تعمل لا زي اللي يازي بوش ناخ فا دايا نو صار قدر كوازو عيسى سامي عندي خوش دوين سامر под влияние попасть для бакшани в лирике في борьба за умов агитации. طبعا وي نيس خيتش دعم وي пропагандирту амасан طبعا айр хайвария подкаст кадара сей хитр ас мажики кыча зду кычара они попадают под другую пропаганду. За
سلطة الثقافة الغالبة اللي وصلها إبراهيم سكران العام سوي سكران لا تصور سوي أزداد جي سلطة الثقافة الغالبة كسبوتستو победившая культура перевод я дихать но перевод дичь называется адрес перевод же куда любой сага скотяне уже культуре там в данном случае в этих скотяне русской культуре поэтому за саги уже как бы подсознательно счохет скот прям что значит к ним стремиться на них похожим быть арбштики из Америки цыган западе они пытаются на них ориентироваться что амали саги сходу азже на пропагандируют здесь да здесь идентичность вей قمدولك بوسو بدين دخل دوش خانه ما عاد تشعدوش بوسو ندعو именно اجنبي از زيلين يجبو تون عارم تون غلط بيست ايش خو انا عربизации يجدوا كوينا شايف туда нельзя расхитить можно расхи бар амби сд туда если выбирать конечно если мы выбираем знаешь того же عربизации хуги хояш عارم مот قدر تيجا узаву здесь камдивин через керстен амби Вопрос такой немножко узкопрофильный. Я являюсь донором крови в нашем республиканской станции переливания. И какое-то время там я сдавал кровь, все, там съел печеньку, пошел дальше. А в моменте там внесли правило обязательно указывать реквизиты, чтобы тебе перечислили, по-моему, 780 рублей за то, что ты сдал эту кровь. Иначе, может быть, там вопросы к этим сотрудникам станции переливания крови, что они присваивают эти деньги. Можно ли таким образом сдавать кровь? Что делать с этими деньгами? Ну, ти дохкар за деньги давать это не потому что ти нажислор что шаранца нажис хам юхкара то махлуй бац дохкар харам поэтому нагасан изначально просто даждал я не гитош абус сага качан спейт хубош даже керсага звали масан зум дажвочо керсага чун идол могдэж медиц это все бус сага азлой годэж бус сага эш не гитор азашна дан хунзар хундис диж аз эндуач азар ахтасад хуннугда нагас если не было договора если не было там ахшуда это что надо, но изначально ахч если не тоже, а злой ах защищается. Тахана вы как схож авария же какой-то, нах боже лоз бежит, дармаш аж багачул, ти ешь дух мотиг, тахана вы мягко прибасаг ма ваш донор, прибасаг вы ахмелон солен дивы, чувак язык был. دكتور از هنتوقدن دوزا خاطر بهندول جي يخوض بهندول حرم دول شو نخو أخشيت شخلش حرم дол خوصو. Но тоже да цедиции получается не хватает крови. Не хватает катастрофической крови не хватает. Шога у меня первое отрицательное, это считается редкая группа крови. Мне часто звонят и говорят аварихан мотиги сагвяга мотиги قدرخان ساعات خطر جدا حبيتي حال واش تديها. كاس توصل تليفون شو تاخن دقز زنديتي قويت ديتس خاص إذا هذا نوصل تعال غتا إتت أخش حي إذا ده تاس قدس دي إتز إز أخش ريكوزيت جاز أتياج دار والتت شو هنيال شيء تروك خاطر خاطر له أخش دهن بريسوي دات قدر يعني إز بهن شيء نخدق يخوز له على خاص. Ну, видишь, объяснять, с тем даже практически я даже или отсюда тема доноров, лурж таган бомби публично барыш будет. Цар духаду здесь, подхватить дишми, если за момент холи аз эйсе. Что сдали сага основе мышлет мулахам сага амасан сага саган хамения. من شغلته يتحملني لعش. قيت أسوأ. فربنا وجدت. عدن ده ساعد وجدت. إذا دعور صعب نخم بيون شيء أخشى إذا اشتيش خبي. خب. إذا حرام ترى. أيره حيون صارش أندر صار أصله وتيرن. تيجي نقدر حتى عندلي ساعين تالي نقاش. سمني. فونا ديشون ساعد هذا شون حرام وجدت. ساعد هذا. شو دوينا ما أخبو. إذا هذا خبو. ساعين أخش دورنا ما أخبو. نابورات قابطة كده ديج. هم خيتهم خبوا الجيم وللخي مخكر بوا ناخه ويمثل يختار نسيلين سولين دخابات ترى هنز از خارج وتسيوتي بريت ازر سجوا دونر أرد أورا لار لار باز بوسش بريت ازريه خباية باش خوي وجم بيزتش قد دقة ويتي كل خباية يا
Хабя, 500 мават. и 15 тысяч. 15 тысяч. Сама 5 тысяч, 15 тысяч. Что духи? Так, цыга вайтиг месл, авариш холод, вайтиг месл, нах лозбиж мотигиш холод. Ну, с тем уют жат, мы духсуне нас, хайш. حايش بقاهم خجر بقى حنا شو تكلموا هاشوا ده هديتك باش بقى لورج متشستش خبرج دحول حقش خلي نخبوا بولش دق انخي بوي مش عارف دي سنت شكوش خلاص يركب يوي дарбанчи больницы يوي تسچ شي قاستا до غشلوي здание станция переливания крови всегда чего ха стахнаш дина да улуна донор хол безм бол уша янчу да анкет хайз духа وحلو يحجبوش ناخا كراس سوق سويدي إن شاء الله ساسك ختاوي دا قرآن شوها أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ساسك بيخ بواتش فينور وسك بحق دوش سجين وسك بريد نخبوا بيشتن قدتسن ساسك دينو تاول وسك ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا بريد نخ دين بتاشن то есть представляешь все человек что ты спас изму дал мелбу сасак хубанч на гадин то да Египте زي حاجة صار كاستان از آية زورت ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا از آية تاناها تخت بيرت صدق إيش نيجي تحسك داودي تحسك أهر ولي دوق حمديس بوسك دي أنا بعض يصير قدره صدق تحوسك عياش تبار دا بيجا سك قوره أسبوع أنت سك دين مستردوش حماي مدي ديت صدق شيء أتوبالي дарбан дому ёхи шидига сагу обновление хиджам يواجه وش فصل عشامي тоже венчер залил, да? Духати хаят. Иншаллах. Я хотел сказать в процессе нашего разговора, что я никогда не видел на тебе улыбку. Но в итоге несколько раз получилось. Но этой улыбки не бывает во время проповеди. Хотя некоторые имамы, они там могут какую-то шутку даже рассказать, ничего в этом страшного нету. Насколько ты разный в плане настроения человек во время проповеди и в жизни? Ну, по жизни я бы сказал, что я больше веселый, чем грустный человек. Потому что я люблю пошутить и просто проповедь. У меня проблема, может быть, это проблема, может быть, это с одной стороны это же хорошо, и с другой стороны это проблема, то, что я очень близко воспринимаю то, что я говорю. То есть я пропускаю. То есть проповедь можно прочитать чисто на языке, там озвучить то, что ты хотел сказать, там, да, взять там определенную тему, взял ты, как бывает чаще всего, там, проповедь читает. Берут определенную тему, на эту тему там аяты, хадисы, там изречения ученых, ты их прочитал и все уже. Как лекцию, я так не могу. Да. Мне нужно все это про себя, через себя пропустить, прочувствовать. И, естественно, когда ты говоришь на такие вещи, улыбаться особо там, знаешь, не время. Ну, бывали иногда, что я там шутил, но чаще всего вот так вот. И это тоже слушатель, до него доходит, ее касается, то, как говорят, то, что от сердца там, до сердца доходит, так, вот так. Поэтому в проповедях так вот. И мои проповеди так сложилось, что многие темы, которые я затрагиваю, они такие тяжелые, серьезные темы. Там прошлая проповедь, там, да, ты помнишь, что было? Убили человека, да. Там особо там, знаешь... Не посмеешься. Да, не посмеешься. Поэтому... Ты, когда упомянул про улыбку, я вспомнил, когда пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалам, во время мираджа увидел ангела, стража Малика, стража ада. Почему ты не улыбаешься? Почему ты не улыбаешься, он спросил. Потому что он видел ад. Да, в этом плане. Есть смех и улыбка, как такое, как бы, знаешь, улыбка губами. Это хорошо, пророк саллаллаху алейхи вассалям часто. Но смех, вот это уже... Смех, как громким смехом пророк саллаллаху алейхи вассалям даже не передает от него, что он громко смеялся. Его смех был больше улыбка. Как говорит, он тоже видел. И он тоже видел много. Поэтому, но я не говорю, что я там кто-то что-то там постиг и что-то. Просто так, темы, которые я затрагиваю, они такие. Предпоследний вопрос. Этот вопрос я тоже задаю с прошлого подкаста всем. Что ты ценишь в жизни больше, чем, по твоему мнению, не ценят другие? Ну, не то чтобы я ценю, но я пытаюсь все время себе это напоминаю, все время я мучаюсь из-за этого. Это время, то, что я пытаюсь ценить. Я вижу, что большинство людей это не ценит. Я пытаюсь ценить, но я далек от совершенства, но я иду к этому, чтобы каждую минуту, на самом деле, это очень большая. Пророк саллаллаху алейхи сказал, что «Ни'матани махбунун фихима кафирун мин нас». То есть две милости, в которых большинство людей, они не понимают и не используют как надо. Это ас-сихату валь-фарах, здоровье и свободное время.
И это большинство, проблема огромная. Сейчас из-за этих гаджетов, то есть ты зашел, все, по цепочке тебя перенесло, ты в WhatsApp, там статус зашел, потом перешел, там Instagram и так далее. Я пытаюсь, я даже там некоторые курсы прохожу на это, то что график составлять, чтобы в свое время и так далее. Но у меня есть более-менее там, да, тайминг, каждая секунда, каждая минута. Это, может быть, мои слова сейчас станут для кого-то, может быть, тоже. Я нахожусь в процессе. На самом деле так удивительно, что чтобы имам ходил на курсы, чтобы понять, как распределить это время. Насихат лично для Но меня, я пытаюсь каждый направление, какие-то вещи. Очень интересно. Как это сказать? Было такое слово. Ой, вылетело слово. Когда говорят о неграмотности, ликвидации неграмотности, какое-то слово было. Ликбез. Ликбез, да. Я пытаюсь в разных направлениях, чувствую какую-то слабость и пытаюсь там изучить именно специалиста в этом направлении, то, чтобы там. И, алхамдулилlah. Но, видишь, это опять же чисто больше слова, чем дела. Пытаюсь, работаю, но еще Ты понял, есть что к чему стремиться. в этом ответе прозвучал комплимент в наш адрес? Минимум 2,5 часа для нас было выделено. Я надеюсь, что это тоже не просто так. У нас есть последний вопрос. Он находится в этом блокноте. Опять же, его оставил предыдущий спикер, предыдущий гость Магомед Беков. Я его зачитаю, потому что он написан от руки, может быть, почерк непонятный. Какую память о себе ты хочешь оставить потомкам? Ну, я думал об этом, насчет знаний, что дает человеку знание именно в религии в плане. То, что он оставляет после себя вот этот, не знаю, отголосок твоих знаний. Ты передаешь кому-то знания, как говорил Мутанабби, Ибн Дурайд был такой поэт, он говорил: «Ваиннама аль-мар'у хадифун ба'даху, факун хадифан хасанан лиман ваа». Говорит, что человек — это, на самом деле, человек — это не то, что он прожил жизнь его. То есть жизнь короткая очень, на самом деле. Наша умма живет сколько? 60 лет. Пророк сказал, время моей уммы — жизнь от 60 до 70 лет. То есть в среднем мы живем так. Это очень короткий промежуток. А история, она длится тысячелетиями. И он говорит, на самом деле человек — это не то, что вот этот промежуток, а то, что о нем говорят потом. Вот это является хадифан. Факун хадифан хасанан лиман ваа. И будь же хорошей молвой для того, кто понимает после тебя. Это, я не говорю, я не хочу этого. Ибрахим, алейхиссалам, просил об этом. «Вадж'алли лисана сидкин фил ахири». Сделай для меня язык, то есть сделай после меня, обо мне язык правды. То есть имеется в виду, чтобы обо мне говорили потомство. И в итоге он является там предводителем остальных трех религий авраамических, да, иудеизм и христианство. Мы упоминаем, каждый раз упоминаем и делаем за него дуа. И что я хотел бы, я это несколько раз я говорил с некоторыми моими близкими после себя, чтобы оставить такой след, чтобы не в этом мире, многие люди оставили после себя след, там неверующие люди, там Гиппократ, там Сократ или Аристотель, 1000 лет мы их не помним. Но то, что мы о них вспоминаем, они же от этого не получают пользу. Если они попали в ад, то аузубилля. А есть люди, которые, например, я часто вспоминаю Абу Хурайра. Абу Хурайра — это человек, который уверовал в последней жизни пророка. То есть он провел с пророком 3 года от силы. И он является человеком, который передал больше всего хадисов. И я думал тоже об этом. Не слышал ни у кого, это, может, это моя такая мысль. Что с тех пор, там, на протяжении 1000 лет, или 1200, или 1000, пророк, саллаллаху, не стало 1400 лет назад, с тех пор нету ни одной секунды не проходит в этом мире, чтобы не говорили, да будет доволен Аллах над Абу Хурайрой. Как это? Потому что круглый день. У нас сегодня день, в другом месте ночь. У нас ночь, там день, то есть происходят уроки, происходят проповеди. И всегда, у меня не было ни одного урока или ни одного проповеди, чтобы не проводил Абу Хурайра. И он говорил, ради Аллаху. Представьте себе, каждую секунду, даже больше, за него делают дуа. Ради Аллаху. Это он 3 года только потерпел. 3 года он провел с пророком, саллаллаху. Да, ему было сложно, он говорил, что иногда в мечети от голода он падал и приходил
кто-то проходящий мимо, он наступал ногой на его грудь и думал, что он как бы одержимый. Женщина. Злочах, моцлади. Озал хауленицу. 3 года потерпел. Но зато 1400 лет каждую секунду или больше они говорят. Рады Аллаху анху, рады Аллаху. То есть вот это, если получится хоть что-то оставить после себя, какую-то, не знаю, написать какую-то книгу, которая будет получать пользу, или же, не знаю. И говорил Ахмад Шаука, есть такой поэт 20 века. Он говорил: «Вакун фит тарики хафиф аль-хута шариф ас-сама'i карим ан-назар. Вакун раджулан ин атау ба'даху якулуна марра ва хада аль-асар». Он говорил: «Вакун раджулан, будь мужчиной, чтобы те, которые пришли после тебя, говорили: он ушел, а вот след, который он оставил». Чтобы так говорить. Но это след, опять же, это как бы имеет 2 стороны. След, который ты оставляешь, чтобы тебя проклинали, как Абу Лахаб или же Фираун, это тоже след какой-то есть, да? И след, который ты говорил, рады Аллаху анху. Положительный и отрицательный, да. Набожный след. Да. Аллаху эхту баху аяхар куачишхан зваштах дадолш. Мы после записи подкаста допишем здесь, предоставим тебе возможность написать здесь свой вопрос следующему гостю. А пока перейдем к конкурсу, наверное. Да. Уже были здесь, кто давал книги. Это... Столько книг не было. Но это не книга, это мне подарил очень близкий мне друг, ученик мой с Египта. Натуральный папирус, из него сделали. Это записная книжка. Да, книга, но это как бы в таком стиле папирус. Но с моим именем, может быть, это как бы на арабском написано. Я думаю, для многих это даже и будет большим стимулом. Ну, а потом исламская литература, некоторые книги, которые там «Блеск убеждений», известные книги про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. На русском языке у меня библиотека не очень большая, поэтому на арабском языке, я думаю, не особо будет актуально. Потрогай этот страницу. Ну, это вообще интересная вещь. Ну, я думал, решил, может быть... Да, и даже обертка очень интересная. Кстати, у нас один из участников подкаста, Ислам Гадиев, сказал, что нельзя подписывать исламскую литературу, то есть авторство. Или, допустим, ты даришь оставить автограф. Это так или нет? Авторство, если ты говоришь как бы автор... Неправильно выразился, не авторство. Просто я автограф? дарю тебе свой автограф, оставил на память там Хусейну, например. Это неправильно? Не знаю, нету в этом запрета. Нету запрета. Сколько я знаю. 1, 2, 3 и записная книжка. Это Человеку, из который... области книг, с чего можно начать, допустим. Ну, эта книга для начинающего любого, как бы, который первый в исламе, я советую «Блеск убеждений», это по вероубеждению. Остальные это про сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Лучший пример пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Это ключ к размышлению над Кораном. Но это то, что я говорил про арабский язык, это больше от этого тему. У нас простые условия бывают. Написать комментарий и случайный через рандомайзер у нас выигрывает. То есть никаких там сложных каких-то моментов нету. Просто один человек получит вот такой классный набор. Хушан, дал рясху, дал мяля дутху. Амил лилдичо и амил лушчо. Сунук нухданта хансу диалога. Шисахта марко илягди анзар. Ая хашти бой حاجة يعني غير تحنسق مغاسا مسل إيسا هولي وين باخ بيت خبطسو. Вот ты андали, да, гештут строго судить сейчас в таком формате первый раз вышел, поэтому обычно проповеди шхоч, ахмади шхоч, да. Дук амел дядвей, поэтому дук амел шхоч гаутыш дукку, да. Кантир дудыш, да вообще метажлор дул, да вей гаут, да гештут, да вей штаханс узму, يوصل لعشرة طول. آمين آمين آمين. ده رأس خضع وماله دوت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.